Allahu Akbar. 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 Слышно? Да, слышно. Ассаламу алейкум. Хорошо. Видать, наш гость сегодня не сможет прийти, потому что по Киеву ударили сегодня ракетным ударом, и мы не можем с ним выйти на связь. К сожалению. Beni az zakayçıya pardon. Azdık bas beni. Но ничего страшного. Значит, так получается. Маршал Шедыш. Маршал ду beni. Marshal ду. Лауреат. Маршал ду. O sagatlayıcı ya. Стоит в одном местном. Это был слишком киндер-ас. Да. Никто не будет нас серьезно воспринимать с таким нас. Да, Мобилиш, старались и голос изменить. Как сейчас слышно, хорошо? Изменения, царя. Хитса дела az имтуда дел az. Так нормально слышно? Изменения. Сейчас. Скажите ему, это как в этом мультфильме про Фунтика примерно. Сейчас мы посмотрим. Но Лилипути вырез, да? Лилипут шевляется. Тесла. И чайр. Да, вот я пример никак не мог найти. Степан, моя Лилипути, да? А вот как сейчас? О, Хиндик. Голос халяльный? Халяльный голос? حلالني دو مارشا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Варахматулла. А так вот, это как это, кабле из рая, вот из Фирдаус Джонатан Ясманер, Сан Хэшуйса, Ясманер, Аздыса. Маш дол, сейчас, подожди секундочку. سلا صديق دون ستيبان بندر وشون سانا وستيش او شو قاش لو شوارز ده يحلت вела. Будь готов его выключить. Чисто совет. Либо Да. Так, сейчас хорошо слышно, дорогие друзья. Оми Мохба. Хоми Мохба, Маш Новошедыш. К сожалению, сегодня наш гость не пришел. Видать, удар был по Киеву. И мы не можем с ним выйти на связь. Он находится сейчас в Киеве, в столице Украины, в городе Киеве. К сожалению, он с нами на связь не вышел, хотя был очень, как бы сказать, рад нашему приглашению и хотел участвовать в нашем прямом эфире. К сожалению, мы отправили ему ссылку, сказали, если у него будет возможность выйти на связь, пускай заходит, будем ждать. Если зайдет, то зайдет. Если не зайдет, то что же нам уже делать? Привыкли мы уже оставаться одни, алавцы, как Бейлах Дисанбеевич, как сироты. Мы же сироты, как котята, с закрытыми глазами. Все тычемся, никуда не можем мы как бы прийти. Вопросы мы хотели ему задавать именно, чтобы у него было свое экспертное мнение. Все-таки кадровый военный в отставке по ситуации. Если он нас даже будет слушать, мы хотели ему такие вопросы задать. Именно удар хуситов, ракетный удар по Израилю последний, попадание недалеко возле аэропорта Бен-Гуриона. Это было в Тель-Авиве, кажется, по памяти. Потом мы хотели у него спросить о его мнении о военном конфликте между Индией и Пакистаном. Думает ли он, что там замешан Китай?
тянет ли за ниточки Россия, чтобы отвести внимание от Украины. Также мы хотели ему задать его мнение о политике Трампа, как он думает, в правильном направлении идет ли Трамп, нравится все это ему или нет, так как все-таки Гарри Табах является республиканцем. Потому что для чеченцев очень важно мнение, чтобы мы понимали, в каком мире мы живем, как эволюционирует этот мир. Также мы хотели ему задать вопрос, будет ли администрация Трампа поддерживать дальше Украину в ее борьбе за независимость, что он думает о составе этой администрации. Если, конечно же, он смог бы отвечать на эти вопросы. О Джей Венсе, что он думает, о Марко Рубио и о некоторых персонажах, которые мы как бы хотели ему задать вопрос. В общем, если он хотел, конечно, отвечать. Потом мы хотели ему задать вопрос. Так, ну это был у нас такие как бы вопросы. Ну, нас очень интересует его мнение, на самом деле. Он очень хороший спикер, очень умный, высокоинтеллектуальный, широкий кругозор, глубокий анализ у него. Так что он нам был очень интересен. К сожалению, как мы сказали, мы с ним не смогли выйти на связь. Удар по Киеву. Чтобы было понятно, о чем мы говорим, на сегодня 7 мая 2025 года, сообщается, что по Киеву был нанесен ракетный удар. Кажется, они говорят, что Орешником. Мы сейчас зачитаем, мы тут сидели, уже читали, как бы. Но нам нужно, чтобы была информация точная, поэтому мы... Тут написано. Ну, это российские источники, Z как пропаганда. Они говорят, подождите, сейчас я зачитаю здесь. Киеву напомнили, чем обернется срыв парада Победы. Бывший советник украинского президента Алексей Арестович, персонажи общеизвестные, предупредил, что возможный удар Украины по Москве 9 мая будет означать завершение мирного трека. По его словам, такой шаг будет иметь серьезные последствия для президента страны Владимира Зеленского. Россия может также, тут другой такой политический деятель, Андрей Колесник, депутат Госдумы, сказал, Россия может ответить на атаки украинских беспилотников накануне 9 мая асимметрично. Киев понимает, что возмездие неотвратимо, однако всеми силами пытается его отсрочить, подчеркивает он. Колесник считает, что в ответ на провокационные атаки Россия может применить, как всегда пугают, даже более мощное оружие, чем ракетная система «Орешник». Возможно, они намекают на тактическое ядерное оружие. Такой маленький мини-удар, мини-зарядом ядерной бомбы. Тут сообщается, что Украина тоже пошла в наступление, взяла какую-то деревню, но это нас не интересует. Нас интересует, какой удар все-таки, вот здесь написано, ночной удар по Киеву. Количество пострадавших увеличилось. Что известно о жертвах. Кстати, если к нам зайдет Дон Ахчи, а как мы знаем, Дон Ахчи является патриотом великокубанским, закордонским, задунайским с Украины. Кстати, он живет в городе Киеве, столице Украины. Он может, конечно, добавить, но мы все-таки зачитаем информацию. Ночной удар по Киеву, количество пострадавших увеличилось, и поэтому, возможно, из-за этого есть перебой с электричеством в Украине, и наш гость не смог подключиться. Ночной удар по Киеву, количество пострадавших увеличилось. Что известно о жертвах? Число пострадавших в результате атаки РФ по Киеву 7 мая снова возросло. Тут пишут, в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 7 мая 2 человека погибли, еще 8 пострадали, среди пострадавших 4 детей. Обновленные данные о результатах атаки публикует пресс-служба КГВА, Киевская государственная, кажется, временная администрация, тут это самое зашифровано. Зафиксированное общее количество пострадавших по состоянию на данный момент составляет 8 человек, из них 4 ребенка. 4 пострадавших госпитализированы, в том числе 3 детей. Остальные получили помощь на месте. К сожалению, есть погибшие. Женщина 1960 года рождения, мужчина 1997 года рождения. Россияне убили мать и сына, говорится в сообщении. Это украинские источники.
На местах атак развернуты оперативные штабы, которые будут работать до полной ликвидации последствий трагедии. По направлению обнаружения других последствий вражеских атак зафиксировано в Святошинском районе падение обломков дрона на территорию школы и локации на открытой территории. На месте работают специалисты предварительно, без последствий и пострадавших. Напомним, тут пишут, что РФ нанесло массивный удар по Украине в ночь на 7 мая. В частности, в Киеве в результате атаки погибли 2 человека, мать и сын. Президент Зеленский раскрыл детали ударов по Киеву, Запорожью и другим городам. Мы это выставим в нашу ленту, наши технические модераторы выставят в ленту вашего канала, потому что это ваш канал. Кому интересно, он сможет прочитать. Это объясняет как сказать, то, что наш гость сегодня отсутствует. Это объясняет отсутствие нашего гостя. Эфир был посвящен общению с Гарри Табахом, военный в отставке, капитан первого ранга. К сожалению, мы его не смогли сегодня увидеть в наших рядах. Так что мы работаем без него, так мы люди чести и слова. Мы включили все-таки этот прямой эфир и даем возможность нашим слушателям высказать свою точку зрения. Мы работаем все-таки для людей. Это не частный канал, это не элитный гольф-клуб, не теннисный клуб. Это голос правды, голос чеченской нации, свободной чеченской нации, которая жаждет только одного – свободы, свободы и только свободы. Свободы именно в плане государственной независимости, суверенного чеченского государства, независимости от всех религиозных этих догм, навязанных всяких политических систем по типу коммунизма и так далее, диктаторских режимов. Мы хотим, чтобы на территории Чеченской Республики было свободное, независимое, суверенное, демократическое государство, где власть избирается народом, и народ имеет полное право избирать тех людей, которые будут защищать интересы этой нации. А также, чтобы мы могли выбирать себе союзников. Вот мы после того, как мы зачитали этот блок информации, если к нам присоединится Гарри Табах, конечно же, мы сразу дадим ему слово. Наши технические помощники работают и ждут как бы реакции от Гарри Табаха, но, к сожалению, его телеграм молчит. Дон Арчи, что там происходит у вас в Киеве? Можете вы как-нибудь дать какую-то информацию или объяснить, что там происходит? Вы как все-таки человек, находящийся на месте, нам было бы интересно то, что вы видите своими глазами и слышите своими прекрасными. Вам слово, Дон Арчи. Бисмилля, братья и сестры. В Киеве паники нет. В Киеве паники нет. Народ уже адаптировался. У вас есть перебои с электричеством? Нет, перебоев с электричеством нет. Интернет хорошо есть. работает? Вообще интернет хорошо работает? Отлично все работает. И мобильный интернет, и проводной. Иду. Зовут на ужин. Сейчас покушаю и вернусь в эфир. Покушайте, пожалуйста. Вечеря тут. Да, Донарчик, можно вас попросить перед тем, как вы написали? На російському мові, мені кажуть, я кажуть, не кацапствуй, Да, хорошо. Пошел казак вечерити. Пожелайте мне смачного, я пришел. Смачного. Хотелось бы вам просто пожелать одно. Наркомовские 100 грамм не забудьте, пожалуйста, за ваших братьев во Христе выпить. Мы ждем вас, хорошо? Все, альхамдулилля, пишу. Пожалуйста, ждем вас. Ну, информация от Дон Арчи. Он говорит, что там все прекрасно, великолепно. Видать, Дон Арчи не чувствует ракетные удары российского террористического государства. К нам присоединяется Аббат. Нормально почувствовал. Взрывная волна была, надо без паники. Все хорошо, поняли, да? Мы же казаки, мы должны триматися. Ну, понятно, да, ждем вас. Козак, ждем вас. Остров Хортица, Днепр. Дунайские, закубанские, кубанские, терские, сунжинские, гривинские, уральские, северные, якутские, ямалские, приморские, дальневосточные казаки. Все казаки, всех мы любим, уважаем. Они машут шашками, нагайками, устанавливают шариат, устанавливают слово Аллаха на земле, особенно на территории русского террористического государства.
полностью живут по нормам шариата, по сунне пророка Мухаммада, Алляху а Акбар также 4 раза. по Корану. Алляху Акбар 4 раза. То ждем вас, ждем. Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Абак, у вас есть что-нибудь сказать? К сожалению, Гарри Табаха у нас сегодня нет. Маршал, Маршал, Думасяга, Салев, Уду, Мадука, Тахан, тем уюэ, тем уюэ. Тема была, мы озвучили уже, хотели просто спросить, чтобы наш гость, ну, который не пришел к нам сегодня, озвучил свое мнение по некоторым вопросам. Нас интересовало то, что происходит в мире, его экспертное мнение. К сожалению, он не пришел, поэтому мы, как бы, чтобы наших зрителей не раздосадовать, скажем, слушателей, мы все-таки включили, хотя у нас не было проводить такой прямой эфир. Но мы все равно проводим, мы ему ссылку скинули. Добавлю, Сабурдел, давай добавлю еще тему. Ты не упомянул, значит, сегодня важная новость была, Евросоюз, это, как я его забыл, ну, еврокомиссар, она сказала... Урсула ван дер Ляйен, напрямую, Урсула. что Китай прямой спонсор войны в Украине, то есть, ну, прям уже они уже тычат в Китай в этот. Знали, да? Вот, и, ну, все уже заявы Евросоюза. И она призвала ускорить, значит, форсировать вступление Украины в Евросоюз, потому что, ну, как бы это было подальше. Это типа вопрос безопасности, как бы жизни, типа и смерти Евросоюза вообще. То есть, видимо, будет форсированный вход, ну, ускорение процесса, значит, интеграции Украины в Евросоюз. Все понятно. Это очень хорошая новость, кстати. Огромное вам спасибо и благодарен за то, что вы ее озвучили для наших слушателей. Кстати, напоминаем для тех, кто в первый раз слышит нашего гостя, это наш Дон Ахчи Задунайский, терский казак. Всегда при себе носит свою династическую шашку. У него нагайка с Сунжинский. Хорошо, Сунжинский, да. Маятнические украинцы, сунжинские казаки, этнические украинцы. Но ваш покорный слуга хотел озвучить, сказать Задунайский, Дунайский, ну, как бы оттуда вот как бы ушли на Кавказ, потом Кубанский, Закубанский, Ростовский, Донской, ну и так далее, Сунжинская, потом Терская линия, первая Кавказская, вторая Кавказская, третья Кавказская линия, Терский казак, одновременно Сунжинский, потом Гребенской и, конечно же, Асиновский. И туда где-то там вот Сунжинский район, где станицы Троицкая, Нестеровская и другие станицы, которые находятся сейчас на территории оккупированной республики Ингушетия. Наш казак... Что-то уж больно много этих казаков. Что и сердцем чеченцами. Всегда в Чечне. Его душа, кстати, даже если его тело сейчас не находится на территории оккупированной Чеченской республики, но душа нашего казака, она всегда в Чечне. И мы за это его любим, ценим. И просто любим, уважаем даже за то, что он всегда с нами. Поэтому всегда заходите к нам. Кстати, напоминаем еще раз, не забудьте наркотские 100 грамм, когда будете вечерить. Главное, душа из Сунжи, прямо Сунжи он. Из Сунжи. Это была вот такая, знаете, линия связи Сунжа, старая Сунжа, потом вот этот Сунжинский округ, который начинался с Малгобека, Моздока и доходил вот туда, вверх Троицкое, там, селение Датых и так далее, и так далее. Кстати, к нам присоединился Муса Темишев, один из основателей, прародителей чеченской независимости и демократии. Муса, приветствуем вас. Муса, у вас вообще, как вы живете? У вас все хорошо? Вы нормально все питаетесь, пьете водичку? Все хорошо прогуливаете? Все на высшем уровне. Прокуриваться. Я не курю, не пью. С детства веду здоровый образ жизни, а во всем остальном я такой же грешник, как и вы все. Понятно. Знаете, почему вас спрашиваю? Потому что вы как бы все равно, хотите вы того или не хотите, даже если вы не находитесь на обеспечении государства, обеспечении Чеченской Республики, вы все-таки вышли на заслуженную пенсию, потому что ввиду вашего возраста мы как бы все равно переживаем за вас, хотим, чтобы вы были с нами долго, и чтобы вы все-таки в конце концов увидели свет в конце туннеля, и вы стали современником установления и демократии, закона и правопорядка
на территории оккупированной Чеченской Республики, и чтобы вы могли свободно передвигаться по этому миру, являясь также гражданином той страны, в которой вы проживаете, которую мы не называем, а также нашей независимой, суверенной, великолепной, прекрасной и Чеченской Республики. Этого мы вам желаем и ждем с нетерпением. Баркал, спасибо. Вени, у меня отдельный вопрос к тебе. Вопрос и даже требование. А? Ты, значит, из всех в чеченской благосфере самый востребованный, самый честный, как мне кажется. Я за долгие годы научился распознавать людей по их словам. Самый честный политик. Вот. Но ты почему-то выпадаешь в осадок время от времени. В наше очень бурное, смутное, многотрудное время выпадать такому человеку в осадок – это преступление. У меня большая просьба. Веди этот блог на постоянной основе. Мы все ждем всегда тебя с большим удовольствием, с большой надеждой, потому что ты даешь людям говорить правду, сам говоришь только правду. Вот. Ум у тебя не зашоренный, в отличие от всех остальных. У тебя нет личной зависти, я чувствую, там, ну и так далее. Поэтому ты лучший из всех чеченских, во всяком случае, блогеров. Пожалуйста, не исчезай. Вот, веди на постоянной основе, неделю, раз, два, веди блог. Не исчезай больше. Это требование вообще очень многих, не только мое. Вам Муса, кажется, он что вы мне подставляете под удар? офис менял, он там переезды, сам знаешь, там не с дома в дом переезжать, там обустроить все. Из-за этого там Салев выпал. Ну и там выборы, он везде должен там быть. Короче, Ну, если есть объективные, за защитников. если есть причины, ну, это другое дело. А так, Вени самый востребованный блогер и в будущем политик, да, молодой. Такие люди нужны в большой политике нашей. Потому что... Gut durch, der Richtung gut durch, да, твой gut durch, да. Да, действительно. Но мы ему простим, если он в будущем будет на постоянной основе вести блог. Хорошо. Я должен отвечать или уже все как бы? Я просто Все, отвечай. Это, да, отвечаю, потому что это было даже требование. А вам не кажется, что вы подставляете меня под удар, Муса? Каким образом? Вы говорите, вот, мы ждем вас, народ требует хлеба и зрелищ. А я же человек вообще, знаете, ординарный вообще-то, такой же вообще, как бы сказать, есть плебей и патрисий. Я-то плебей на самом деле. И если я попаду под удар, а я почти предпенсионного возраста человек, мне же нужно жить долго и красиво, я хочу видеть независимость нашей страны. А когда вы говорите, на постоянной основе, на меня объявят охоту, скажут, нам не нужна правда. Меня изобьют мусульмане, наши братья, которые скажут, вы нехороший человек. Или те, которые не за ислам, которые против мусульман. Потом есть российская так называемая оппозиция демократическая, которая мне нравится то, что мы говорим. Или те Z-патриоты. Муса, а я человек маленький, я хочу жить красиво, вкусно кушать и очень хорошо спать в хороших, комфортных условиях. Вени, ты немного кокетничаешь, извини за откровенность. Ты, во-первых, не плебей. Вот. Нормальный чеченец не может быть плебеем никак. Вот. Несмотря на свое имущественное состояние, там, положение в обществе, любой чеченский сельский житель, он патриций. А ты великолепный, не просто патриций, а великолепный патриций. Это раз. Второе. Я думаю, что ты
говоришь неправду, когда ты боишься там наскоков со стороны и так далее, поскольку ты чеченец и патриот, ты не должен бояться. Все мы погибнем когда-нибудь, умрем когда-нибудь. Вот. И вообще самая лучшая смерть – это внезапная смерть. Не мною сказано. Поэтому, если вдруг действительно ты чего-то опасаешься, не надо опасаться, надо идти напролом. До последнего вздоха надо бороться. Только в борьбе мы можем обречь, достичь свободы национальной. Только в борьбе, бескомпромиссной, до последней капли крови. Я тоже, как и ты, слишком, очень даже не молодой, древнее, чем Древняя Греция, но собираюсь жить 200 лет. Тоже я люблю роскошь, люблю красивых женщин, люблю там отдыхать, люблю, все люблю. Но когда речь идет о политике, о народе, надо не думать о себе, надо идти напролом. Я тебе это советую. Если вдруг ты говорил это от души, да, что ты боишься там, за это патриот, это все шушера. Это все шушера. Не надо шушеру бояться. Муса, огромное спасибо. Муса, я с вами полностью согласен. Я тоже люблю все красивое. А также 72 гури, который нам обещал всевеликий русский раб из Мекки, идол смерти, тьмы и мрака Аллах. Кстати, чтобы наши слушатели знали, мы включили, к нам соединился наш гость, которого мы ждали, Гарри Табах, он у нас на связи. Мы ему включили наш микрофон. Гарри Табах, чтобы вам было понятно, с кем мы общались, это наш старожила чеченской независимости, выпускник Московского государственного университета. Я дам им даже возможность представиться. Муса Темишев, один из основателей общенационального конгресса Чеченского общенационального конгресса ОКЧН в 1990-м, ввел борьбу подпольно даже против КГБ, был преследуем КГБ. Муса Темишев, который сейчас находится в эмиграции и, несмотря на свой преклонный возраст, всегда поддерживает наших новых представителей чеченской плеяды, так называемых, хотя политиками как бы их все равно называть тяжело, но по крайней мере старается их поддержать и направить в правильное русло. Муса Темишев, мы представляем вам Гарри, а к нам присоединился Гарри Табах, вы можете увидеть в ленте Табах ТВ. Приветствую вас, Табах, вам слово. Микрофон включен, вы можете говорить, Гарри. Гарри, вы можете говорить или у вас проблемы со связью? Гарри, если у вас проблемы со связью или вы стараетесь говорить, может быть, вам все-таки возможно выйти и зайти снова на площадку, потому что мы вас не слышим. Кстати, для наших слушателей, вы меня слышите или нет? Просто мне интересно, связь есть, присутствует связь или нет? Связь с тобой есть, тебя слышим. Тебя слышим, Табаха не... Хорошо. Гарри, мы вас не слышим. Мы знаем, мы видим, что вы с нами, но, к сожалению, мы вас не слышим. Возможно, у него проблемы со связью. Все-таки он находится, возможно, на территории Украины. Но это не важно, где он находится. Главное, чтобы он мог говорить. Так, он вышел, кажется, он все-таки будет настраивать свою связь. Муса, кстати, для как бы продолжить нашу дискуссию с вами, это даже не дискуссия, ответ на ваш вопрос. Вы сказали, вы отсутствовали, дорогой наш друг. Хотелось вам сказать, по аналогии с нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, я удалялся для того, чтобы переосмыслить ситуацию, и по его аналогии я уходил в пещеру и брал с собой савик и воду, и удалялся в небольшую пещеру, как он, шириной 1,7 локтя и длиной в 4 локтя. Но у меня была своя гора, а не та гора Хира, которая именуется сейчас Джабаль-ан-Нур, гора света. У меня была своя гора, очень хорошая, красивая гора. Я многое переосмыслил, занимался там голоданием, ел 3 финика, в 24 часа один раз ел 3 финика. Пришел к тому, что все-таки нужно с людьми общаться. Вышел из своего аскетического образа жизни и пришел снова к вам. К нам присоединился снова Гарри. Надеюсь, что он сможет сейчас говорить. Гарри, ваш микрофон включен. Гарри, вы можете говорить?
Алло, вы меня слышите? Да, слышим, да. Приветствую А. вас, Гарри. Огромная вам благодарность. Да, салам алейкум, всем нохче и свободу Чечне. Вот, спасибо огромное. Но мы вас будем приветствовать по-чеченски. Маш Волок, Аба. Приходите к нам свободным. Потому что салам алейкум — это арабское приветствие. Мы не арабисты. Как по-чеченски? Марш Волк, приходи свободно. Аршу? Марш Аршу? Вогл, Марша Вогл, Марша Вогл. Маршал Оуэн? Да, это нормально, Ладно. вы все равно очень все хорошо сказали. Марш Вогл, Гарри, у вас все хорошо там? Маршал Оуэн. Нет никаких проблем со связью? Вроде нет, я вас слышу хорошо. Еще раз снова, чтобы все слышали, вы вообще Гарри Табах, человек очень легок на подъем, всегда легко идет на контакт, и мы за это его, это не то, что там, чтобы сказать, там, лукавить ему, чтобы, мы не говорим это, чтобы ему понравиться, мы просто ценим людей за то, что они люди чести и слова. Если Гарри что-то сказал, он всегда это делает. Это для нас очень важно. Огромное вам спасибо, Гарри, за то, что вы присоединились к нашему прямому эфиру. Если у вас есть время, некоторое время, чтобы нам уделить, мы вам зададим некоторые вопросы. Вы можете отвечать, как обычно, не отвечать, можете даже пропускать. Вы готовы? Я готов. Гарри, вы, как бы являясь все-таки человеком военным, вы тогда меня поправили, сказали, я в отставке. Бывших военных в американской армии не бывает. Я запомнил. Да. Да, вы военный в отставке. Что бы вы нам сказали, нашим слушателям? А нам очень важно, чтобы не мы это говорили, а люди извне говорили для наших слушателей, которые хотят и ищут правду, об ударе хуситов по Израилю и как это им удалось все-таки нанести такой ракетный удар, что они смогли попасть, преодолевая все ракетные защитные системы Израиля, а как мы знаем, Израиль все-таки очень высокотехнологичное государство, которое имеет все высокотехнологичные системы защиты от ракет по аэропорту Бен-Гурион. Мы вы должны понять этот вопрос. А мы-то знаем, что у хуситов нет высоких технологий. Это люди, которые ездят на верблюдах, жуют вот эту травку, которая, как она, наркотическая, как опиум. И, в принципе, они ни на что не способны. Вот ваше мнение, как им это удалось? Ну, это была иранская ракета. И как все в войне, знаете, война — это такая вещь, когда не все ты можешь уловить, не все ты можешь предугадать. 7 октября как раз это показало, что Израиль настолько рассчитывал на технологии высокие, на то, что на них никто не... И получилась такая трагедия, самая, в принципе, большая со времен Второй мировой войны, Холокоста, когда 7 октября что произошло, и вот из-за этого началась такая полномасштабная война. Поэтому всегда есть чрезвычайно загруженные системы, чрезвычайно устали люди, а израильтяне тоже устали, они же все мобилизованы, экономика страдает из-за этого, люди не могут все время находиться в войне, университеты, студентов нет и так далее. Поэтому да, такие вещи могут произойти в войне, это опасные вещи. Хуситам повезло в этот момент, но правда они промахнулись, они в сам аэропорт не попали, а попали рядом. И это, конечно же, опять же, я уверен, что они это не сделали не по собственному желанию, а с наводкой из Ирана. Но в то же время в Иране идут переговоры между США и Ираном, и я не уверен, что они, может быть, задействовали сами по себе. Если они это задействовали сами по себе, тогда у них раскол между Ираном и вот этими хуситами. Но сейчас уже это обсуждать, что же обсуждать? Это уже попало, надо выучить урок, чтобы такого больше не случалось. Но в войне всегда война — это такая вещь. Между прочим, мне понравилась ваша концовка. Вы сказали, что же это уже обсуждать или как вы сказали, или плакать, там, говорить, что вот, на попали, вы говорите, нужно извлекать уроки, и этим все-таки отличается государство Израиль от других государств, что они всегда борются за свою страну, за свою независимость, за право быть нацией, народом на этой планете Земля. Да, у них другого места нет. Если у арабов там 27 стран,
то у израильтян только одно, то же самое у чеченцев. У чеченцев нет другой страны, только это. И что я всегда желаю чеченцам, потому что их тоже разбросало по всему миру, повсюду, чтобы они как можно могли сохранить свои традиции, свой язык, свою культуру таким образом, чтобы не было такой сильной ассимиляции, где они бы потерялись, потому что это специально делается, тебя рассеивают по всей стране, и ты ассимилируешься. Со временем это пыталась сделать и Екатерина с кантонистами, и Советский Союз, но вот многие ассимилировались, многие потеряли свою идентичность. Так что я желаю, чтобы чеченцы все-таки держались и сохраняли свою культуру. Спасибо, Гарри. Вот смотрите, хуситы, все-таки они обложены Соединенными Штатами, эмбарго. Саудовская Аравия их любит. Это чтобы, мы знаете, почему мы вам задаем эти вопросы? Потому что у нас очень сильно подвергнуто религиозной риторике нашего общества чеченское именно, большинство. Но мы не смотрим на этот мир через призму религии. Для нас религия, ислам, это такой же враг, как русская империя, потому что это орудие, инструмент в руках русских. Мы объективны, мы реалисты, у нас есть цель, мы боремся за права чешской нации, остальное нас абсолютно ничего не интересует. Знаете, Поэтому я мы задаем скажу вопрос. так, заберите деньги, и не будет религии. Совершенно верно. Но деньги платит Россия, ФСБ, ГРУ, СВР, и поэтому все их религиозные деятели работают на них. К сожалению, в тесной связке с саудовскими арабами, которые по щелчку русских властей выдают любые фетвы, которые выгодны им. Кстати, по аналогии с 7 ноября, атака на Израиль, это не только Хамас там задействован, это российские спецслужбы для того, чтобы отвести внимание от Украины. Мы это так, для информации говорим, мы вас убеждать в этом не будем. Это просто так, чтобы проскользнуло. А там, я думаю, что там не только российские службы, там и ООН замешана, там и Европа, и Соединенные Штаты, левые движения разные. Там это, их всех одна мама родила, как говорит мой чеченский друг. Это может быть отдельной темой. Смотрите, а мы все-таки возвращаемся к нашей. Потому что нам интересны вот эти военные конфликты, которые рассказываются на этой планете Земля в данный момент, чтобы люди понимали, в каком мире мы живем. А нас слушают очень многие чеченцы. И как бы мы им открываем глаза. Чтобы они понимали, только есть национальные интересы, и чтобы их не использовали. К сожалению, у нас нет национального государства независимого. Мы находимся под оккупацией, и нас используют все страны Запада, страны Ближнего Востока, Российская империя в своих корыстных целях. А наша цель, чтобы сохранить генофонд чеченской нации, чтобы чеченская нация как этническая единица не исчезла на этой планете Земля. Это очень важно, да. Вопрос. Вот эти хуситы, они являются все-таки шиитской ветвью, но обложенные арабскими суннитскими государствами. И несмотря на такое массивное присутствие блоку Соединенных Штатов в этих водах, как вы думаете, каким образом все-таки Ирану, а мы знаем, что за этими ракетами стоит Иран, и, возможно, даже Россия, потому что высокие ракетные технологии у Ирана нету. У них есть только вот эти вот дроны, шахеды и так далее, которые, конечно, они очень хорошо развернули, и у них очень хорошее, на самом деле, производство, надо отдать должное, но высокотехнологичные ракетные технологии, именно крылатые ракеты, баллистические ракеты, у них этого нету. Они даже у северных корейцев закупают, мы это понимаем. Каким образом, вот видите, Северная Корея, Китай, там идет уже связка. Каким образом, по вашему мнению, все-таки эти ракеты, это все-таки установки, большие ракеты, которые проходят через все противоракетные установки Израиля, которые они покупают у французов, у англичан, у американцев, и даже свои у них есть разработки. Каким образом все-таки они попадают на территорию, по вашему мнению, на территорию Йемена? Но они туда попадают контрабандой частенько, потому что деньги – это такая вещь. Но и с Европы в основном, потому что европейцы закрывают глаза на многие вещи, в том числе там даже закупая российский газ и нефть, давать России тогда огромные заработки. Это вот то, с чем борется президент Трамп. Он говорит о реальных санкциях, и он говорит что в реальности, если надо понизить цены на нефть, и таким образом Россия, Иран, Венесуэла,
они начнут голодать из-за этого. И таким образом они не будут финансировать террористические организации. Ну и, конечно же, нужно иметь давление на ООН, на НАТО и на европейских левых вот этих лидеров, которые все время пытаются договориться с то, что мы называем исламистами или с радикальным исламом, который творит вот такие вот дела. Поэтому да. Ну, это ваш ответ. Мы его, конечно же, принимаем. А вот по вашему мнению, сейчас вот Индия и Пакистан все-таки тоже это очень два больших государства с большим населением, два ядерных два ядерных государства. Там еще и Китай, как мы знаем, Кашмир, Джамму и Кашмир был Да. разделен между этими тремя странами. По Да. вашему мнению, будет ли там полномасштабная горячая война? А он может быть очень развернуться довольно-таки быстро, и это будет опять же выгодно Китаю. У них всегда там была эта проблема с Кашмиром между ними, но интересная вещь то, что Пакистан же поддерживается нами, Соединенными Штатами Америки, а Индия Россией. И вот почему прилетал премьер-министр Индии в Соединенные Штаты и встречался с Трампом. Трамп пытается перетянуть Индию на нашу сторону. И чтобы они закупали оружие традиционно, Индия всегда была самым большим клиентом по закупке оружия у Советского Союза и у России. И вот Трамп пытается это сейчас перебить, чтобы это шло к нам. Но Индия – это как раз ее стратегический оппонент или стратегический враг, это Китай. И поэтому Китай занимает сторону Пакистана, и мы как бы союзники с Пакистаном. Но мое личное мнение, что Пакистан не наш друг, не друг Соединенных Штатов Америки или демократии или еще чего-то. Как ни крути, ни смотри, со всеми изъянами и со всеми такими глубокими традициями в Индии, это все равно демократическая страна. И все равно это страна, которая борется с Пакистаном, с радикальным исламизмом там, и в то же время с Китаем. Поэтому хорошо бы было, если бы наша дипломатия развернулась в сторону Индии. И сегодня с этими тарифными войнами Индия может производить все то же самое, что и производит Китай, и не намного дороже. Понятно. Смотрите, Гарри, там все-таки есть клочок, это Гималай, Тибет, там стык этих гор, водные проблемы у них, река Инд берет начало в Китае, поэтому потом пересекает Индию, выходит на Пакистан, это мы все понимаем, это водная проблема, две засушливые страны, но Китай все-таки тянет за нитки, потому что таким образом он оттягивает международное внимание от европейской арены военных действий, где Россия полномасштабно геноцидит независимое суверенное государство Украины и его население. Вот последний ракетный удар тоже по Киеву. Вы все-таки сказали, что там Китай замешан, а Россия, как вы думаете, имеет там все-таки свое какое-то влияние в этих конфликтах или нет? Рука Москвы присутствует, по вашему мнению? Я думаю, что в каком-то смысле рука России везде присутствует. Это же КГБшная страна. А КГБшники всегда там, где есть возможность начать беспорядки, начать расшатывать систему. Поэтому я думаю, что да. И потом, опять же, России это все выгодно. Потому что когда случаются такие войны, разжигаются, то цены на нефть идут вверх. А это единственное, чем Россия кормится. Поэтому ей всегда выгодна война на Ближнем Востоке. И потом же тоже Китаю нужен будет союзник в этом отношении. А у России очень тесные отношения с Индией. Так что да, это очень сложная там дипломатия, очень сложная система. Длинные завязки, сцепки. Хорошо. Смотрите, последняя репетиция в Москве для Парада Победы, так называемого, а мы называем его своими именами, победобесие. Потому что это победобесие на самом деле. А китайские военные прошлись там по какой-то улице, крича лозунги на китайском языке. Там русские
население, мы не нацисты, мы не расисты, но мы просто говорим, что это сама страна по своей сути является фашистской, ксенофобской и российской страной. А население, именно вот эти жители Москвы и гости столицы России, кричали, аплодировали, и китайцы прошли строевым маршем. Единственное, что там не хватало, зигующих вот этих русских жителей этой России, так называемой, чтобы они зиговали и радовались. Но, к сожалению, мы это не увидели. Сейчас. Как вы объясните такое массовое присутствие китайских военных? Чем это объясняется? Зачем Россия показывает эту армию пехотную, так называемую китайскую, которая будет маршировать 9 мая? И как вы объясните такое массовое сейчас? Потому что Путин говорил, что Россия не использует северокорейских солдат. Он как бы завуалированно всегда не говорит, как зеленые человечки в Крыму. Но сейчас они явно показывают, как они тренируют в Курской области северокорейских солдат, как они дают им военную амуницию российской армии, как они им дают, там, выдают военные билеты. Ну, все они выдают, все показывают уже. И они даже показываются с гордостью, показывают и говорят, что вот северные корейцы, наши союзники, воюют с нами против нацистов. Вот как вы объясните такое именно в рекламном формате показывали, что вот корейцы с нами, китайцы с нами. Они хотят запугать, вы думаете, Запад количеством этого мяса, этих туш? Вот ваше мнение. Ну, я думаю, что Россия – это единственная страна, которая добилась празднования, где фашистская страна празднует победу над фашизмом. И это, конечно же, победобесие. Но я воспринимаю, со мной многие не согласны, что это они показывают России таким образом, и Китай тоже показывают свою неуверенность по вот таким союзам, потому что все прекрасно понимают, что Китай и Россия – это не совсем союзники. Китайцы, в принципе, уже завоевали всю Россию до Урала. У них мужчины не пьют, они работящие, женщинам не хватает, а в России красивые тоже работящие женщины, которые с удовольствием выходят замуж за китайцев, и у них рождаются не русские, а китайцы. И таким образом Китай уже завоевывает огромную часть России. Но так как они не уверены в себе, и Россия не побеждает в войне с Украиной, а у Китая сложные сейчас, самые сложные отношения с Соединенными Штатами Америки в этих тарифных войнах, вот они решили показать, что они как бы вместе. Но эти друзья, это примерно такой же парад, как в Польше в 1940 году парад советских и немецких войск совместных. Я думаю, что это больше напоминает это. А то, что там люди кричат, ну это, знаете, это ж холопы, это крепостные. Они будут кричать, любое решение барина, это будет гениальное решение. Поэтому я не думаю, что это приведет к чему-то такому хорошему. Севернокорейцев, я не думаю, что севернокорейцы вообще существуют как независимая такая страна. Они делают абсолютно все то, что диктует Китай. И Китай пользуется этим мясом и этими рабами. Поэтому посмотрим, что будет происходить. Но я, к сожалению, должен уже уходить, хотя мне очень интересно, хорошо с вами. Да. Одну ремарочку, Да. Гарри. Нам Да. очень понравилась непринужденная беседа Дональда Трампа с премьер-министром Канады, где он в открытой, как бы в шутливой форме высказывал свои мысли. Он мастер, мы это признаем. И главное, когда ему отвечали очень даже в какой-то жесткой форме, он с улыбкой принимал его ответы. На самом деле он умеет говорить, свои мысли высказывать. Он сказал, никогда не говори никогда, да. Да, да, очень классно. Я просто там смеялся. Как говорится, ухахатывался как мог. Да. Ну, надеемся, что все-таки когда-нибудь настанет мир, и когда-нибудь Чечня будет свободная и процветающая. Все, если вам пора, вы можете, конечно, уходить. Гарри, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Огромное спасибо. Ждем вас. До новых встреч. Берегите себя. Да, с удовольствием. Бай-бай. Ждем. До свидания. Вот такие вот дела, товарищи. Друзья, товарищи, да. Да, это серьезно. Мы смотрели эту пресс-конференцию Дональда Трампа, когда он говорил премьер-министру Канады Марк Кейни, по памяти, да, Марк Карни, премьер-министр Канады, который приехал на встречу со своим
коллегой, президентом Соединенных Штатов, там сидел Джей Ди Венс, Марк Рубио, и Дональд Трамп, шутливо и смеясь в форме, говорил, что вот, мы хотим, чтобы Канада стала 51-м штатом, это просто великолепная, прекрасная страна, я являюсь бизнесменом, застройщиком, эту линию провели люди рукотворную, мы хотим, чтобы... И когда Марк Кейни сказал, Канада не продается, как вы знаете, есть Букингемский дворец, который не продается, а также вот этот вот белый дом, овальный кабинет, в котором мы находимся, его никогда невозможно будет продать, и Канада также не продается никогда, то Дональд Трамп ответил ему с улыбкой, смеясь, как бы свою мысль как бы проталкивая, поддерживая ее, и сказал: никогда не говори никогда. Но в этом, конечно, деле Дональд Трамп все-таки, надо признать, очень, как вам сказать, он очень неординарный в этом смысле. Он не такой политик, как все. Он политик, он бизнесмен на самом деле. Он продавливает свои идеи, он в наглую что-то говорит. И главное, как он потом всякие высказывает комплименты тем. Посмотрите, как он с Канадой такую сделал конфронтацию, но когда Марк Карни приехал к нему, он был очень с ним вежливый, смеялся. И хотелось бы чисто от вашего мнения, вашего спокойного судьи, Дональд Трамп силен со слабыми, а сильными он слаб. Это так, для информации. Так что мы должны знать, с кем мы имеем дело. Мы тоже должны знать, наблюдать и наматывать на ус. Муса, а у вас есть что-нибудь добавить? Пожалуйста, вам слово. Веня, ты... Вот Гарри Табах – это очень ценный человек для нас. Он может дать полезные советы нам, тем, кто занимается большой политикой. Ты сосредоточился на этих хуситах и сожрал много времени на этих. Надо было задавать ему вопросы, имеющие какое-то касательство к нашим чеченским проблемам. Он хорошо погружен в чеченскую проблематику, Табах, и в этой части он нам мог бы много полезного сказать. Поэтому да. В будущем, если вдруг Табах еще раз появится у нас... Муса, давайте сделаем так. Сейчас отключим этот прямой эфир и включим снова, и будем запись делать второй части нашей передачи. Давайте сделаем так, хорошо? Сейчас мы попробуем дать слово высказаться. Сейчас, секунду. Давай. Просто ждем. Нет, это не критика, это пожелание. И по желанию тоже ждем, да. Да, в будущем сосредотачивать внимание не на хуситах там и на аналогичной проблеме. Для нас она вообще проблема очень далекая. И абсолютно нас не касается напрямую. Вот это раз. Второе, Вени, все-таки... Ладно, это я... Говорите. Нам важно ваше мнение. Вы наш старожила. Все-таки не делать акцент на исламе, на пророках, на такие дела. Да? Потому что я это много раз говорил, но вынужден повторять постоянно. 90% чеченцев это не принимают все-таки, к сожалению. Мы оскотинены от этой пропаганды, там 1500 там, мечети понастроили, на каждое чеченское рыло по одной мечети почти. Да? Мы превращены в скотский народ фактически. Это трудно признать, но сие есть факт. Поэтому, если нельзя стену пробить фронтально, надо эту стену обойти. Делай это с критикой недостатков ислама. А недостатков, вот как раз вот, если бы подойти с такой стороны, эффект был бы разительный буквально, потому что недостатки, они вопиют, Алилушки Гдуи, именем Аллаха, что они творят. Одни лопаются от удовольствия, не знают, куда деньги девать, Гдуи, закупают там целые кварталы в Дубаях, там, в других частях.
В Европе они на подставных лиц скупают недвижимость там и так далее. Ну и все это освящается религией. Вот, поэтому даже если касаться религии, то вот с этой стороны, если бы ты бил, ты и мы все били, было бы эффективнее. Все равно. Как бы мы ни говорили, вот оскотинную часть мы не исправим. Мы просто их остервеним против себя. А дома нас ждут великие потрясения. И в этих потрясениях вот эта часть, оскотиненная часть, ее тоже надо на свою сторону привлечь. А как привлечь? Не прямой атакой вот, против пророков, там, это атакой против недостатков. Вот это пожелание у меня. Ну, и я просто знаю эту ситуацию, я чувствую, я через все эти горнила прошел уже. Я учусь на ошибках собственных, я знаю, ну, и вы многие знаете. Далурдатской, к сожалению. Никто не наговаривает на пророка, на религию. Ее просто зачитывают, ее в ее первозданном виде, как она есть, не так, как ее преподносят. Не надо зачитывать, не надо зачитывать. Пускай говорит Заза, дайте ему слово. Говорите. Надо зачитывать Мадина. Люди же это воспринимают, у людей не хватает ума. Оскотиненные там. Великолепная беседа. Я просто, Мусаев, я вас перебил, я сижу, смеюсь, мне так нравится ваша беседа вообще, реплики. Муса, вы просто великолепны в вашей наивности и в вашем желании быть хорошим со всеми. Так не бывает. Смотрите, наш гость Гарри Табо, он почему ушел? Потому что ему нужны чеченцы-мусульмане. Мы не можем ему давать эту возможность, чтобы нас использовали. Первое его слово это было «Ассаламу алейкум». Мне эти саламы, молекулы, это нам не интересно. Нас интересует мнение высокопоставленного военного в отставке. Как он видит эту ситуацию? Почему он ее так видит? Почему он не опирается на какие-то религиозные взгляды? Хотя он убежал, в смысле, хорошо понимаю это слово, а нам интересен Дональд Трамп. Дональд Трамп вообще сам по себе, он болтун. Он сильный со слабыми, но слабый сильными. Когда Марк Кейни приходит в Белый дом, в овальный кабинет, когда он защищает свою страну, не дает ни миллиметра, не отходит от своей позиции, не подписывает ни один документ, вводит такие же тарифы, являясь блестящим экономистом. Он руководил Центральным банком, в Англии, вообще он сам по себе экономист. Трамп просто начинает вот так вот говорить: великолепный Марк Кейни, у вас была хорошая, великолепная предвыборная кампания, вас выбрали, даже в какой-то мере благодаря мне. Канада — это просто великолепная страна. Канада, у меня там были родственники по матери. Нам это нужно говорить, и нам нужно, чтобы мы открывали людям глаза. И вот Гарри Табак, он пришел, да, мы его благодарим, но он с нами до конца, все-таки надо признать, нечестен. Он нам впаривает чеченскую какую-то исламскую культурную какую-то культуру, которую ему впаривали, а мы не можем это принять. Мы не можем эту повестку поддерживать. Мы не можем давать людям это больше нам впихивать. Мы не можем это больше глотать без глотания, без всякой вот этой вот пищеварительной системы, просто заглатывая, как говорится, не пережевывая. Мы это больше не можем. Нам нужно говорить правду такой, какая она есть. И вот, к сожалению, он ушел. А я хотел ему сказать, да, Дональд Трамп просто на самом деле мерзавец. Он мерзавец. Он на самом деле мерзавец. В хорошем понимании этого слова. Да, он бизнесмен, он делает то, что выгодно ему, и мы это признаем, мы это видим. Мы учимся у него. Так опускать Канаду, говорить, что канадцы — это 51-й штат, но также одновременно принимая этого человека, нам нужно нашим людям донести, что такое политика. Чтобы, как бы он ни говорил, где ему выгодно, он дает попятную. А Джей Ди Вэнс сидел как песик там, ничего не говорил. И чтобы чеченцы понимали, в каком мире мы живем, что нас используют. А так же, как русских. Почему Дональд Трамп не вводит санкции против России? Почему он не жесток с Владимиром Путиным? Почему он не критикует русскую власть? Но он критикует украинскую власть. Он критикует Зеленского. Он каждый раз говорит: он диктатор, они такие плохие. Да, он диктатор, да, он плохой. Но кто прав, а кто виноват? Есть все-таки принципиальные вещи. Есть дело принципа. Россия является агрессором. Она напала на независимое суверенное государство Украина.
Украинский народ, нация защищается. Да, Зеленский и его компания – это свора коррупционеров, бандитов, воров. Это мы тоже понимаем. Но это право украинской нации иметь свое государство. Но Трамп обвиняет украинскую власть. Он во время боевых действий заставил в какой-то мере подписать это соглашение по минералам. Да, он для себя это выгоду. А что он сделал с биржей? Подняв тарифы и потом сделал так, чтобы индексы Dow Jones и другие нью-йоркские и так, другие индексы биржевые упали. Он своей именно узкому кругу людей дал возможность закупить эти ценные бумаги, эти акции, и потом просто сказал, что я снимаю эти тарифы, то есть я их на 90 дней оставлю, и дал подняться цены. Понимаете, как он обогатился? Да, он сказал, я для своего клана, я пойду на такое. Это же бизнесмен, он же за деньги любого продаст. Мы это хотим донести людям. А его семья, все вот эти вот наследники, они будут богаты до скончания веков. Для него, этот человек, он больше в тюрьму не сядет, потому что он все-таки возрастной, 82 года ему. Он умрет просто после этого президентского срока. Но все эти денежки-то останутся его семье. Мы на все это должны смотреть. Мы должны видеть и религию во всех ее ипостасях, шиизм, другие вот эти все ветры. Мы должны видеть экономические вот эти вот махинации, как они продают оружие там, как они подставляют нации, как они используют эту религию, как там это воюет Пакистан, Индия, почему там Китай. Люди должны знать это. Мне не нужны здесь салам алейкумы, мне нужны здесь малейкулим саламы. Мы это знаем уже, мы это прошли. Уже 4 век нас этим кормят. Муса, ты же все-таки великолепный политик, просто с блестящим умом. Закончил МГУ. Ты был у истоков чеченской независимости. Где наш интеллект? Мне стыдно, что нас так видят эти люди. Мне просто стыдно. Сусех, сайгвок, когда мне заходит, кто-то говорит, салам алейкум. Я что, араб, что ли? Неужели они во мне видят араба? Да, арабов, потому что нас представляют как арабов. Что такое салам алейкум? Вот вы мне объясните. Зачем мне от еврея с американским гражданством, отставного капитана первого ранга, салам алейкум? Вам не стыдно, когда к вам так обращаются? Неужели у нас нет своего языка, своих приветствий? Маш вовелху. Или он мог бы сказать hello? Или он мог бы сказать приветствую вас? Зачем мне салам алейкум? Он этим показывает наш уровень, что для нас мы все салам алейкум. Муса, ну почему ты не видишь это? А? Муса, что вы ответите на это? Я вам даю слово. Ты во многом прав, почти во всем прав. Но я не думаю, что Гарри Табах обратился к нам с этим приветствием для того, чтобы унизить нас. Он просто, в отличие от нас, он знает, что подавляющему большинству чеченцев это понравится. Поэтому. А так он, в общем, за чеченский народ, я думаю. Если бы была возможность, допустим, я об этом писал как-то несколько раз, я бы даже Гарри Табаха зафрахтовал бы на лет, например, на 5 исполняющим обязанности президента Чеченской Республики, чтобы он навел порядок у нас. Да, я заметил одну у вас страсть раздавать эти государственные посты всем подряд на прополую. Не, ну это я так образом, полуобразом, можно сказать. Гарри Табах заведомо против чеченцев ничего не скажет, потому что он не думает так, он не настроен против чеченцев. Ну, возвращаясь к моему замечанию, точнее даже не замечанию, а пожеланию, все-таки бия не фронтально, а огибая, мы достигнем больше успехов. И вот эту оскотиненную часть, 100% оскотиненную часть, которая, кроме там иншалля, машалля, ничего не знает и знать не хочет и не может уже. Вот эту оскотиненную часть нам надо будет в час X привлечь на свою свободу, хотя бы на свою сторону, в тактических целях хотя бы, как Ленин делал там. Сегодня с эсерами там это, а завтра против эсеров там и так далее. Ну, и политики применимы только эти методы, к сожалению. А поскольку мы занимаемся политикой, большой политикой, мы должны... Хотел добавить.
Вот есть такой религиозный деятель, под-русский, под-арабский, исламский, на территории Франции, на юге Франции, в Ницце. Его зовут Басхан Рамазан Магомадов. Наша цель Чеченского комитета, чтобы этого человека привлекли по законам европейского государства, Франции, к уголовной ответственности за призывы и за то, что он совращает чеченскую молодежь, вовлекая ее в ислам в угоду России. На территории Запада он занимается подрывной деятельностью. Вот у нас такие взгляды. Чтобы такие деятели религиозные, как Басхан Магомадов, Ламаев Муса, Закаев Ахмед, тот же Аслан Арцуев, тот же Ахьят Идигов, чтобы вся эта шушера подрусская, подисламская, подарабская, ФСБшная, СВРная, ГРУшная, чтобы все эти вот исламисты, в какой бы форме они не были, умеренные, радикальные, просто верующие, глубоко верующие, мелко верующие, левоверующие, правоверующие, чтобы они освободили прекрасное, великолепное тело чеченской нации, чтобы больше таких элементов у нас больше в нашем чеченском обществе не было, чтобы наша нация отторгала всю эту грязь. Нам не нужен ни Коран, нам не нужно ни Сунна, нам не нужен ислам, в какой бы он форме ни был. Нам нужно придерживаться тех законодательных, нормативных, правовых актов и уголовно-процессуальных кодексов тех стран, в которых мы находимся. Мы должны уважать эти законы этих стран. Мы должны быть неотъемлемой частью этих стран, которые нас приняли, будь то страны Запада, будь то страны, не знаю, какие-то там Австралии, Канады, или если вы живете в Саудовской Аравии, то уважайте законы этой страны, мы не против этого. Но чтобы чеченская нация освободилась от религии, этого мракобесия, это не религия даже, это секта под названием ислам, это секта растлителя малолетних детей, подонка, мерзавца, разбойника, убийцы, насильника, бедуинского, племенного, пророка, псевдопророка, которого называли Мухаммад. Его даже сами курайшиты не принимали. Нам это не нужно. Мы не боремся с исламом даже. Мы с ним не боремся. Мы хотим просто, чтобы в чеченском обществе этого не было. А если хочет кто-то быть мусульманином, пожалуйста. Но не надо нас в это втягивать. Мы пострадали от этого. Мы страдаем от этого. И будем все время страдать, если мы не будем честны с самими собой. Если мы не будем говорить правду. Наш гость, он ушел, потому что ему не интересна эта повестка. А он нам нужен, чтобы наши друзья-евреи в хорошей связке говорили правду как есть, чтобы они давали нам луч света, чтобы они доносили до нашей нации правду. А говорить о каких-то высоких духовных, нравственных ценностях на религиозной какой-то сектантской основе по исламу, по Корану, по Касуне, нам это не интересно. Надо Башлама привлечь к уголовной ответственности, чтобы он и такие, как он, больше мечети здесь, на территории западных стран, не открывали, чтобы они не дурманили нашу молодежь, чтобы молодежь вместо того, чтобы ходить, которых родители одурманены этой пропагандой, этим ядом, чтобы они ходили не в эти мечети, а ходили в учебные заведения, чтобы они ходили в университеты, а чтобы пойти в университет, надо ходить сперва в школу, а чтобы пойти в школу, надо ходить сперва в детский сад, а чтобы пойти в детский сад, уже чтобы родители это понимали, чтобы они проснулись и сказали, в какой стране я нахожусь, какая система координат, ценностей здесь, откуда я приехал, зачем я сюда приехал, зачем я живу, в каком положении находится моя нация, в бедственном положении, кто я такой есть, кто я есть такой. Я чеченец, или я просто мусор из-под ногтей России, а также этой секты, которую она нам навязала. Вот что нам нужно. Вот что ты хочешь. Что думай? Вайгоши хаскамешняш, аргук хрмадец, Муса. Он хаскатит хамам, скучал, да, адиду, ламаз, диду, ункарваттору, бертогуттору. Но от этого наше положение не изменится. Нас используют напропалую. Вот сейчас идет этническая чистка в Сирии, друзы. Я хотел задать вопрос нашему гостю. Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, что Израиль вошел на территорию, создает буферную зону на территории Сирии? Почему они это делают? Как используют религию, там, вот эти радикальные, вот эти исламисты, друзов убивают? Почему Израиль нанес удар по Сирии, по Дамаску? Я хотел ему задать вопрос, но он уходит, видите, он уходит скользко, как щука, невозможно этих людей поймать. Им не интересно то, что мы говорим, им интересно, чтобы нас использовать. Вот в чем проблема. Им охота всегда нас использовать. А мы не можем давать себя использовать, дорогой Муса. Хватит уже. 4 с лишним лет, 460-470 лет нас используют.
И поэтому мы, вот благодаря вот этим нашим здоровым силам чеченского общества, которые хоть чуть-чуть как-то вот сгруппировались, массово нас уже в Сирию, наша молодежь не идет, хотя там идет уже такая же религиозная, как вот буквально несколько лет тому назад в Сирии вот это, как это государство шариатское было, друзов убивает там, вот этих вот алавитов. Также могли бы сейчас туда лететь чеченцы. Потому что вот есть такие мелкие каналы, люди говорят, люди просыпаются, люди понимают, что это невозможно. Человек, который женится на 6-летнюю девочку, который насилует ее в 9 лет, который заставляет себе своими же аятами от Аллаха, что ему доступна любая женщина, сура 30, просто прочитайте, Аль-Асхаб, союзники, 50 аят. Это что такое вообще? Как можно такое вообще принять? Если у тебя нормальные, здоровые мозги, ты просто это прочитаешь, ты поймешь, как такое возможно? Неужели этому всемогущему Аллаху нужно было, чтобы его пророк имел любую женщину, на которой пойдет его взгляд, его глаза? Как это можно объяснить своему отцу? Как это можно объяснить своей матери, своей сестре? Неужели мы такие гордые, прекрасные, великолепные, красивые чеченцы можем это допустить? Как это какой-то бедуин, он сильнее, мощнее, лучше меня, что он может брать любую женщину вот так вот, на которой опустится его взгляд? Это что за священная книга вообще такая? Это как мы можем это, вообще как мы можем это слушать и понимать? Вот о чем надо говорить. Поэтому вот за эту работу чеченцы, по крайней мере, молодежь уже в Сирию уже не призывают их в Сирию ехать. Там, на священный какой-то джихад, 72 гури. Индия, Пакистан, почему говорим? Потому что Пакистан использовать может, как в Афганистане, этих мусульман в своих корыстных целях. Нам это нужно, нам это важно. А почему мы говорим про хуситов? Потому что это шииты. И мы хотели показать посредством нашего гостя, что вот такие арабские страны продажные. Тут Саудовская Аравия борется с этими хуситами. Тут ОАЭ, тут Дубай. И тут как-то ракеты такие мощные, сильные ракеты проходят. Вот арабы, они продажные, понимаете? Дарья, мы просто просим вас в следующий раз, я знаю, вы нас будете слушать, когда будете приходить ко мне в гости, к вашему покорному слуге, который вас очень сильно уважает, ценит, пожалуйста, говорите правду нам. Не говорите нам эти сказки, не рассказывайте нам эти завуалированные, прекрасные, великолепные слова, что вы хорошие ребята, вы смелые, вы воины, у вас чеченцы. Мы это все знаем, мы это прошли. Нам нужна правда. Я никогда не буду врать еврею, если меня позовет еврей к себе в гости. Я буду говорить то, что я думаю. И этим мы сильны. Быть честным с самим собой, быть честным со своим собеседником, иметь четкую, ясную позицию, уметь ее защищать интеллектуально. Не силой, а интеллектуально, приводя аргументы, доводы и факты в честных дебатах, в честных дискуссиях. И принимать правду, когда она есть, когда нам доказывают от А до Я, приводя аргументы и факты, и нам доказывают эту правду. Мы должны иметь эту силу внутреннюю, чтобы ее принять, осознать и измениться. В этом есть сила человека, чтобы он принимал правду и менялся. В хорошем понимании этого слова. Но не ломал себя, а менялся, эволюционировал. Это и называется эволюция. Что вы на это скажете, наш дорогой Муса? Вы с нами или уже ушли? Я с вами, я всегда с вами. Я сейчас рассуждаю как политик и буду рассуждать как политик. Меня религия, философия, там, идеология интересуют в последнюю очередь. Для меня главное, как выжить чеченскому народу в этом многотрудном, многосложном мире. Вот. И поэтому я тебя возвращаю к тому, что ты знаешь наверняка в военной стратегии, а мы в состоянии войны с Россией до сих пор, как ты знаешь. Задачи ставятся тактические и стратегические. Вот в стратегическом плане ты прав, 100% прав, во всем абсолютно. Я под каждым твоим словом подписываюсь в стратегическом плане. В тактическом плане ты очень неправ, ты разрушаешь намеченную тобой и нами стратегию. Это как в новелле о Генри. Там два человека задумали... Что? Я разрушитель, просто скажите, да или нет?
Нет, ты не разрушитель. Нет, Ты... скажите, подождите. Я разрушитель, просто скажите, да или нет? Вы то, что сказали, я разрушитель или нет? Просто скажите, я хочу вас подвести к чему-то. Нет, Скажите, что да. Я... Подождите. Скажите, что да. Вы разрушитель, скажите. Вы разрушитель, мой дорогой друг. Нет, ты не разрушитель. Умоляю. Поэтому скажите. Как бы ты ни умолял, я не Все, скажу. если я разрушитель, не то я хочу разрушить этот курятник, который находится у Басхана в ведомстве под его ведением, и чтобы он его привлечь к уголовной ответственности. И такие, как он. Я буду все силы прилагать к разрушению вот этого курятника. Не сможешь. Басхан уже меритократом стал. Хажан, Вени, я же тебе говорю, вот есть две задачи, стратегическая и тактическая. Вот тактическая задача наша в том, чтобы завоевать свободу заново, воссоздать наше государство оккупированное. И мы думаем, первая задача это. А осуществление этой задачи мы проиграем, если будем так действовать напролом, потому что в Турции можем... Есть государство, Муса, у нас есть основа, база, конституция, договор о мире 1997. Мы ее забраться. Кто ты такой вообще? Кто ты есть? Представьтесь, пожалуйста. Виталий, слушай. Там написано, я говорю, Вестхоль Шмауль, он к тебе в гости зашел. Что ты так нервничаешь? Да? Я хотел бы вас услышать. Вы кто такой? Говорите, я вас слушаю. Говорите. Я обожаю таких спикеров, как вы. Говорите. А сейчас мы вас слушаем. Подождите, нам нужен этот человек. Мы его будем вытягивать. Он нам нужен. Муса, подожди секундочку. Говорите. Давай, вытягивать. При чем тут вытягивать? Я просто тебе замечание сделал. Человек говорит, сам ему задаешь вопрос. Подожди, сам задаешь. Да, говорите, я жду вас. Я обожаю такие моменты. Пожалуйста, кричите, я жду вас. Муса, а есть стрела? Можно я задам вопрос Мусе? Говорите. Обожаю вот эти моменты, когда вот люди заходят и тут начинают кричать. Пожалуйста, говорите, я вас слушаю. Муса, сейчас секундочку, вам дадим продолжить. Кто вы такой вообще? Кто ты от меня хочешь? Ногти уксу. Вы тоже это самое, мусульманин? Вы кто там? Я не мусульманин. Это ты мусульманин. Вы кверхузад? Вы заднеприводный? Кто вы есть? А у вас есть сидома? Кто ты такой? Представьтесь, пожалуйста, говорите. Конкретно, что ты хочешь узнать? Степан, а ты с агрессией не вламывай. Задний приводный босс, и хамьешь, арбош где, два. Не, вы объясните вашу позицию. Я мусульманин, я все смотрю через призму ислама. Для меня путеводитель Коран и Сунна. Все. А вы кто? Я агностик, я не мусульманин, но я чеченец. Вы не признаете единого Бога? Я не отрицаю, что он есть, но и не признаю, что он есть. Достаточно удовлетворен. Нет, вы не монотеист? Вы не признаете единого Бога? Я не признаю то, что мне тут рассказывают арабы и русские и другие. Хорошо. А что вы хотите, что вы желаете вообще? На что вы опираетесь? Какие у вас взгляды? Причем тут такие вопросы, какого черта ты мне задаешь? Я просто тебе сделал замечание. Взрослый человек разговаривает. Кто вы такой, чтобы сделать замечание? Вот кто вы такой, чтобы здесь сделать замечание? Объясните, кто вы такой вообще, чтобы делать замечание? Если бы ты на чеченском не заговорил бы, я даже не понял, что ты чеченец. Вот я чеченец, я мусульманин. Сперва я мусульманин. Все, кто вопрос такой, чтобы сделать замечание? Давай, ариведерчи. Тогда уходить тогда, давайте, идите отсюда. Вас никто не звал. Уходите. Уходите. Я хочу, чтобы вы ушли отсюда. Оставьте эту площадку для чеченцев. Я хочу, чтобы вы ушли. Уходите отсюда. Я прошу вас, выйдите отсюда. Уходите, пожалуйста. Муса, продолжайте. Муса, продолжайте. Он ушел. Он мешал нам. Он встревал в наш разговор. Продолжайте, Муса. Продолжайте, я вас прошу. Мы освободили эту площадку для того, чтобы вы могли свободно говорить, потому что этот человек вмешивался. Вы будете молчать, Муса?
Хорошо. Раз вы молчите, мы насильно не можем заставлять людей говорить. У нас в гостях КВН. Машалду, Масарго. Вене, может, он во время этого минутного диспута, может, отошел или может, Хорошо. может Тупо, подключиться. скажите, пожалуйста, что вы Меня выключили, Вене, меня выключил кто-то. Скажи, чтобы меня Латвию не Я этого выключали. завтра накажу. Так, Не- технические модераторы, Да. мерзавцы, не включайте больше мусор. Если Да, будете не- его выключать, вы будете иметь дело с Госдепом. Вени, мы не должны прибегать к методам Геббельса, большевиков, затыкать рот. Даже если нам не нравится, пусть человек выскажется. Мы отталкиваем от себя слушателей, это раз. Второе, значит, я возвращаюсь к нашей основной теме. Мы должны выполнять две задачи, тактические, перед нами стоят, вернее, и стратегические. Чтобы выполнить стратегическую задачу, мы должны не ошибаться в тактике. А тактика такова. Турция, можем Маша Алла Шура Хальез, имамат Хальез Бош. Группу, кстати говоря, многочисленно. И за ними оскотиненная часть молодежи. Ждут часа. Европе, то есть, если в один прекрасный момент, а мы знаем, что Россия рушится, кто бы что бы ни говорил, вот, эта империя, созданная на насилии, не может долго существовать в современном мире. Она разрушится. И как только она подойдет к последней черте, дома начнутся события. Значит, какой-то демагог, одевшись в камуфляжную форму из Турции, просочится, инфильтрируется на территорию Северного Кавказа, вот, и поднимет зеленое знамя газовато, у нас не будет, Вене, с тобой сил установить демократическую, нормальную власть, где свободно будет дышаться и там христианам, иудеям, мусульманам, атеистам, анонистам, кому угодно. Нам надо свободное государство построить с прямым народным правлением. Вот. И чтобы народ контролировал государство, избирал его, контролировал его, конкретно контролировал. И сметал его, если надо будет. Вот такое государство мы не сможем построить, потому что нас опередят вот эти фанатики, оскотиненная часть. Они готовы умереть, молодежь готова умереть. Они больше о смерти мечтают, чем о жизни. Там пышногрудых гурьях мечтают, о райских там блаженствах мечтают, о мальчиках, у которых растительность не растет. Они с удовольствием готовы умереть. За ними сила, чтобы мы должны быть достаточно умные, прагматичные и даже хитрые, чтобы, поняв это, не раздражать их, а бить не фронтально, слева, справа, а тем более у нас есть на что бить. Вот все, что ты говоришь справа, но фронтально, все равно, все задачи мы стратегически, вот, не имея под собой социальной базы, не имея финансов абсолютно, голожопами сразу искоренить и религию, искоренить и там власть установить демократическую, народную. И все сразу мы не сможем. Надо поэтапно, тактически, правильно, выверенными шагами идти к нашей стратегии. Сундил, Бах, я не против тебя. Я, наоборот, был в отчаянии, что ты исчез. У тебя светлая голова, и ты должен быть с нами всегда. Но научись все-таки фронтально, да и там выгода. Слева, справа, и критиковать то, что действительно нужно критиковать. Именем Аллаха, царь Лилуши, Кимати Мадуйца. Что критиковать тогда? Дядя Муса. А что критиковать, дядя Муса? Пожалуйста, Недостатки, как религию, как
ислам, христианство, католицизм, протестантизм, все религии как используют враги народов. То есть все религии являются выражением угнетенного класса, но используют их эксплуататоры. Вот это разоблачать надо. А прямой, если мы начинаем там оскорблять Иисуса Христа, Моисея, там, Будду, Кто там... оскорблял? Дядя Муса, прошу прощения, кто их оскорблял вообще? Как вы думаете, кто их оскорблял? Воюющий оскорбительным тоном мы говорим об исламе в частности, например. Дядя Муса, прошу прощения. Я вот серьезно говорю. Прошу прощения, дядя Муса. Я с большим почтением к вам отношусь. Сура 30, аят 50. Можно я вам зачитаю? Вот таким путем. Да и что вот есть такое там вот аят, вот, давайте я вам прочитал, прокомментировал. Ну и все, и дальше, не иди дальше просто. Ну и так. Он Ницбатской, этой оскотиненной массе дорвал. И Запад, и Восток, и Россия особенно будут помогать этим фанатикам, между прочим, а не нам. Хотя они... Они и так помогают. 1500 между Динамо. Да, совершенно верно. Но они и так помогают. Когда мы будем сидеть и будем вот просто цифры называть, как это в тюрьме анекдоты рассказывали, там уже до того дошло, что уже все знали наизусть анекдоты и номера давали. Будем просто говорить номера, а народ будет, пускай сам разбирается больше. Он и с вас, Муса, нужно говорить об этом. Садич, кто будет за нас это говорить? Табах придет? Да, хорошо, я понял. Давайте говорите тогда. Я в любом случае... Я за вашу генеральную линию в любом случае. А критиковать ваши тактические маневры я не буду, чтобы не огорчать вас. Говорите, вы должны говорить. Я целиком с вами, ребята. Вот, встретимся в Грозном. Вот. Дядя Муса, я вас умоляю, не уходите. Дядя Муса, дайте мне Нет, я не собираюсь. И не уходите. Не, я вас умоляю, просто останьтесь с нами, мы вас слушаем, я к вам прислушаюсь, всегда слушаю вас. Есть прописные истины, банальные. Против денег можно бороться только с деньгами. Я всех люблю, против насилия можно воевать только насилием. Смотрите, дядя Муса, секундочку, смотрите. Сейчас, вы нам нужны, не уходите. Подождите, переведите дух, вы очень эмоционально, вы душой и телом болеете за чеченскую нацию. Мы всем даем слово, со всеми можем дискутировать. Вот только что один человек впрягся в нашу дискуссию, хотя я вообще ничего не говорил. Мы ему дали понять, что мы мусульмане и придерживаемся только Корана и Сунны. Но он свою позицию четко не изъяснил, пришлось его вежливо попросить, тогда если вы не будете честны с нами, тогда вы не честны с вами, пожалуйста, покиньте нашу площадку, не надо тут заставлять эту площадку. Поэтому мы пригласили аккуратно выйти. А смотрите, сура 30, аят 50. Просто дядя Муса, вот вы все-таки мужчина в возрасте, я с большим уважением и почтением к вам отношусь, а также как тем. И этот эфир мы знаем, что Гарри тоже послушает. Гарри, для вас тоже мы читаем, чтобы вы знали. Мы обязательно вам отправим в аудиоформате. Пожалуйста, прослушайте и поймете, о чем речь и почему мы вам говорим. Не приходите к нам с исламскими приветствиями. Смотрите, сура 30, 50 аят из 73. Одна из величайших, мудрейших книг, священный Коран арабский, который нам Россия навязала и заставляет жить по этим законам. Хотя нам не дает его изучать Россия. Это же Россия нам его не дает изучать. Аль-Ахзаб, союзники. 50 аят из 73, 30 сура. Смотрите, читаем. О пророк, мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десница, и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца. Представляете, дядя Муса, мне уже стыдно перед вами. А Басхан это в своей мечети не говорит. Он рассказывает русские сказки и направляя наших чеченцев молодых с ножами, чтобы они нападали на граждан Франции этнических. Басхан, привет. Вы будете отвечать по всей строгости французского правосудия. И такие, как вы. И Тузик, Тумсо, Шмаков, и все вот эти вот мерзавцы, которые вот были засланы русским террористическим государством на территории Запада, стран Запада, вы не будете больше проводить здесь проводить идеологию терроризма арабского, вот этого рабского, раболепного, сектантского, так называемого религиозного мракобесия в угоду Руси.
Твоих дядей со стороны отца. Как это буду читать свою родину? Мне уже стыдно, но я читаю. Переступая через себя, ломая себя, я читаю. Дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, это очень важно, а также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и невольниц. Невольниц, понимаете? Самая правильная религия в мире, которая пришла от Аллаха прямиком, но в ней упоминаются невольницы. Как так, если мы все равны перед Господом нашим Аллахом из Мекки? Как в этой религии запечатлено до скончания человеческой цивилизации, человеческого века записано невольницы? Коран кто и сможет изменить? Мы же не от себя это говорим, мы просто читаем. Неужели у этих людей нет вообще понятия, чтобы это осознать и сказать, как такое возможно, что наш Создатель, великий Аллах, сделал невольниц, сделал свободных людей, рабство? Это невозможно. Это нонсенс. Это маразм. Читаем дальше. Которыми овладели их десницы. Обратно же овладели их десницы, это значит взяли их в плен в рабство. Тебе сделано исключение для того, чтобы ты, пророку, не испытывал никакого стеснения. Аллах прощающий и милосердный. Вот, Муса, вот как это другими словами объяснить? Вот вы мне объясните, вот, пожалуйста. Правильно ты говоришь. Вот разъяснительную работу надо вести. Вот как ты сейчас ведешь, зачитывать аят и сказать, что это для чеченцев неприемлемо, от кого бы это ни исходило. Просвещать дорезах, правильно, молодец. Вот, я вам советую вот таким путем. А мы чем занимаемся? Только Ну, а вы, зачитываем, он сейчас... показываем красоту ислама. Ну, зачем? Что? Ну, секундочку, смотрите. Вы же знаете, мы с вами всегда беседуем в хорошей форме, уважительно. Но я вас очень сильно уважаю, люблю на самом деле. Смотрите, дорогой Муса. Это была сура 30, аят 50. Смотрите, как там все связка сделана. А вы знаете, когда эти аяты спустились? Когда он женился на дочери, на жене Зейда, своего усыновленного невольника, которая ему подарила Хадиджа. А Зейда была дочерью его тетки по отцовской линии, на своей двоюродной сестре. Подождите, это очень интересно. Понимаете, Аллах занимался промежностью пророка, половым искушением и также удовлетворением половых вот этих влажных мечт нашего пророка. Аллах у него все, который создал мир, который создал небеса, который сделал чудеса, который все создал на этом свете земном, а также во всех галактиках, занимался тем, чтобы угодить своему пророку, которого он послал со словом Божьим от Аллаха. Смотрите, сура 30, слушайте внимательно, Муса. Басхан вам такое не расскажет. Басхан, Рамазан Магомадов из Ниццы. Вот. Смотрите. Сура 30, аят 38 по памяти. Я сейчас вот в прямом эфире его ищу. Я просто должен наизусть знать этот Коран. Это моя жизнь. Я посвятил себя изучению Корана. Я в какой-то мере даже хафиз. Сура 38, сура 30, аят 38, Аль-Ахзаб, союзники. Смотрите, слушайте внимательно, Муса. Я вас умоляю, просто поймите всю суть и чистоту и святость этих сур и аятов Корана. Напоминаем нашим слушателям, кому интересно, пожалуйста, проверяйте. Сура 30. Прошу прощения. Сура 33, прошу прощения. Сура 33, Аль-Ахзаб, союзники. 38 аят из 73. Тут написано. Ладно, по-арабски не будем. На пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах. Тут уже мы говорим о законе предопределения. Понимаете? Потому что... Да, смотрите, есть такое понятие в исламе, арабское понимание, предопределение. Значит, все, что на этой земле, планета Земля, и насекомые, живые, все, что происходит, это предопределение, они говорят. Да? Понимаете? Значит, все, что с нами происходит, это предопределение. Если вы находитесь в том месте, где вы сейчас находитесь, дорогой наш Муса, значит, это определено, это предопределено Аллахом. Вы не сможете это избежать. Смотрите, какая связка. Очень надо быть интеллектуально, все-таки в какой-то мере иметь 65%, как это называется? Есть специальные тесты, интеллектуальный потенциал называется. Есть IQ. Как?
IQ. Да, IQ, да, это на русском IQ, да. Чакры, Да, IQ, у которых 65%, он никогда это не поймет. Но у нас, видимо, 66%, поэтому мы все-таки поняли. А у кого за 100 и зашкаливает, то он поймет сразу. Смотрите, предопределение. Нет на пророке никакого греха в том, что предписал Аллах. Все, мы понимаем, предопределение, закон предопределение. В том, что он, смотрите, в Коране написано это. В том, что он женился на бывшей жене. Ну, представляете, Аллах об этом заботится. Усыновленного им человека. Согласно установлению Аллаха относительно тех пророков, обратно какие-то пророки, которые были раньше, это было дозволено и прежним пророкам. И веление Аллаха является, смотрите внимательно, Муса, решением предрешенным. Оно обязательно произойдет. Смотрите, как он себя прикрыл, свою лавочку, как говорится. Во-первых, он перед собой выставил закон предопределения, и одновременно он придал себе святость и защиту от Аллаха тем, что бы он ни сделал, смотрите, какая связка мощная, предопределение и прощение от Аллаха за все то, что он сделает. А значит, то, что он сделает, это уже было предопределено. И он не мог этого избежать, наш великий пророк Мухаммад. Значит, все, что он делал, это было предопределено. Но когда он это делает, что бы он ни сделал, он всегда будет прощен. Вы представляете, дядя Муса? Вот как нам это вот по-другому еще объяснить? Я вас слушаю, говорите. Вени, я же не против, я целиком за. Но я тебе говорю, вот это все мы можем этим всем заниматься, когда мы достигнем стратегических целей. Сможем, сломав сопротивление вот этих фанатиков, там, оградив себя от происков этих шпионов, которыми запрудят нас сразу, там и Запад, и Восток, и Россия особенно. Вот, мы в результате построим нормальное государство. Вот тут мы сможем развернуть вот эту просветительскую деятельность. В тактических целях, ты должен понять. А IQ, MyQ, я в это не верю, хотя меня проверяли, у меня 130 IQ, но я в это не верю. Там эти IQ, MyQ, человека любого среднего ума, если он от рождения не помешан, можно сделать умным. Вот. И в общем, в тактических целях и вредно дубовых ас. Я же не опровергать даже ваш молодцу, Веня. Вот. Ну, в данном случае, на данном этапе это нам пользу не принесет, соратников нам не прибавит, а наоборот оттолкнет от нас. Вот мы говорим 99% правды, а вот 1%, когда ты начинаешь там, даже вот произношение там издевательски, Аллах, все, я представляю, как тысячи там чеченцев, которые могут услышать это, сразу остервенятся буквально. В тактических целях, да мигридаться Бог асум. Надо это тоже понять. Но если вам кажется, что мы сможем без денег, без социальной базы, без армии, без ничего сразу исправить весь чеченский народ и установить демократическое там правление, английский флаг вам в руки, как говорят, как говорили когда-то. Дал эту большую землю. Надо говорить, Муса, вой-бой, массира-бой, надо говорить. Вой, массира. Веня, согласен, Две слова. В любом случае. Веня, курс дела вести его весал, да, в любом случае. Я хоть вот математику укал. Тем более, да, это оппоненчики, за религии, ты опять был на буе, Басханы, там, Джамбулаты, Закаеви, Ахламаеви, Тузики, бац, уже за религии, ты опять бац, свой, там, был, феминист, душа, правозащитник, политический блогер. Политический блогер, Тузик, феминист, Бах, Тумсуас, Ухоча, правозащитник, Бах, Ламаевс. Ишта, демократы уже, динтиале, да было инах, это уже там. Басхан вообще демократ. Демократ, уже выцепленный сейчас, правозащитнику, политический блогер, Шабов, ишт, вот, ишт,
Яла, это все. Понятно. Все, согласен. Это хорошая новость. Значит, в этом пространстве... Ладно, айва. Уже- Секунду. Да, слушай. Ну, я хотел что сказать. Значит, в этом пространстве информационном должен быть только один мулла. Это я. Со Да, своей рясой попольской. да. Больше 100% согласен. Я не потерплю этих имамов. Hobby ist ein Normal. Я. Hobby ist ein Normal. Ведь демократия феминист класс было. Можно я тоже добавлю? Пожалуйста, я вас умоляю, пожалуйста, добавьте, пожалуйста, вот добавьте. Сделайте нам хорошую добавочку. А вот благодаря вот этим каналам, твоему каналу, Хармату, людей, они испугались, вот эта вот прогнившая часть населения, и вот эти КГБшники перестали вербовать в ИГИЛ. Это наоборот, с ними не надо цацкаться. Это раковая опухоль, это одно и то же, чтобы раковую опухоль на 4-й степени ее. И если говорить, надо ее оставлять на 1-й степени, но не лечить, не доводя до 4-й. Рак надо полностью химией истреблять из организма. Муса, к тебе вопрос. Ты с гордостью говоришь, что ты чеченец, когда француз тебя спрашивает? Да, конечно, с гордостью. Да, а вот как с гордостью? А после всего, даже после того, как зарезали учителя, это вот такие люди, как Басхан, они пачкают наше имя, что мы не можем даже с гордостью сказать, да, я чеченка, я чеченец. С чем мы ассоциируемся в Европе? Ты права, ты очень права. Ты буквально повторяешь мои слова. Я ж не против. Я просто говорю, что это как политик я говорю, не как богослов там или еще. Мы проигрываем в тактическом плане. Вот, мы проигрываем в тактическом плане. Но чтобы не проигрывать в тактическом плане, мы должны быть как-то помягче, поскрытие, как говорится, и Бог не отталкивать от себя будущую массу, в которой мы будем нуждаться скоро. А мы не будем в них нуждаться, она нам не нужна. Эту массу надо выжить. Наивно. У тебя сколько штыков? Сколько миллиардов у тебя? Миллиардов и сколько 100 тысяч штыков за тобой? Мне интересно. Без штыков, без финансов, без миллиардов, как ты собираешься бороться против десятков, по меньшей мере, десятков тысяч фанатиков? Хорошо, давайте, это кого включать, вы говорите? Я не понял. И Степан Бандера был Степан Бандера был Дядя Степа, он в углу поставил, можно его запускать? Да вы думаете, он заслужил? Да, губа агитацию, да. Он поставил в углу, как провинившийся школьник, да, он просится обратно. Запускать его? Да, Запускай, всех запускай. Запускать Зервату, да? Пожалуйста, дорогие наши технические модераторы, наш Степан Бандера, Степа Бандера, дядя, он простоял в углу буквально 30 минут, заслуживает прощения, он попросил, он осознал свою вину перед чеченской нацией, перед слушателями. Он, говорят, хочет, вот пишут нам нашим техническим модераторам, что просит слова, хочет вернуться, осознать, что он был неправ, и говорить правильные вещи на правильно понятном языке. Правильно? Я так понимаю? Вене, можно я за него словечко скажу? Да. Он просто его там зарядили враждебно против тебя настроили, он поэтому сразу шелталех, конечно, хочу их понести. Понятно. Он не сказал, что он мусульманин, поэтому я его буду христать сурами. Вене, низ информация акцинга про Цунделу, это военный гусол. Я хотел просто сказать, вот это образно. Вы знаете, такой есть немецкий офицер, они говорят, вы больше не офицер, они снимали кожаные перчатки, били по лицу. Я его буду сейчас хлестать по его тощей заднице, как говорится, сурами и аятами из Корана, вместо палочек. Можно такое делать? Бисмилля. Бисмилля. Давайте перед тем, как его запустить, зачитаем одну суру и аят. Муса, для вас тоже. Дядя Муса, слушайте внимательно, это для вас. Если что, перейдите к дядюшке Басхану. Что такое тоже есть в Коране.
Дядюшка Басхан, привет. Слушайте нас. Скоро вы будете отвечать по всей строгости французского законодательства. И надеемся, вашу мечеть там закроют навсегда. И вам не дадут больше лицензию, чтобы вы проповедовали русскую православную Ахлю-Сунну. И вас лишат вашего Корана, а также всех этих исламских арабских книг. Так, слушаем дальше. В тот день, это значит, напоминаем, сура 33, аят 44. Просто вообще весь смысл святости тоже это самое главное. تحياتهم يوم يلقونه سلام Ой, Марджа. لهم حيا كارما. Переводит на наш Марджа. чеченский язык. Вы помните, был такой политический деятель Руслан Закриев? Он говорил, что все языки произошли на чеченском. Мы говорим на чеченском сейчас. В тот день, когда они встретят его, их приветствием будет слово «мир». Он уготовил для них щедрую награду. Вот понимай, как хочешь. Вот есть тут смысл. Ну, понимай, как хочешь. Они... Без буду цыган. Без буду цыган. Чадык дух, вот чадык дух цыган. Мир, дух, мир, цагон, мир дала, а теперь мир мой, дуй. Чадык дух дубарцу, чадык дух. Я просто смеюсь с этого. Я никого не хочу оскорбить, обидеть, задеть чувство верующих. Ну просто вот IQ 65%. سلام ير وين أخو خلف ما أولر تعري وين دش مكشدوير يوشوجي أربو بطوش نوم ينوش не успеваем считать. Я хочу сказать, я вам даст. Знаете, вот у кого-то 65% IQ, а вот у меня 66, простите меня. И я вот это не Чакра шубата. Чакра шубата. Не, просто вот смотрите, вот я прочитаю слово. Халмахидыш, вот он обусал, видишь, не ходу. Тут со ушем бусал бы уж. Оран гордина, дюш усал, сурет айч. Хохча язинду. Тахият хумма, ялкавнаху салам. وعدلهم أجرا قارما. А что хочу обо сюда? Но в чем это будет? В тот день, когда они встретят его, их приветствием будет слово «мир». Он уготовил для них щедрую награду. Сура 33, а я слышу, вот как это понимать? Вот это? Я мусульманин, Марья. 80-ник даже. И Марджа. 70-ник, как крик. Все во мне. Но я вот... كدنا كيوخ مير الحقو تيوش مبويتا تيوش бек. Да. Вот как вы думаете, вот это надо читать или не надо широким массам зачитывать? Черти адуивается, Вены, черти адуивается. На Луне, да, на рыбе, да, ну, да. Смотрите, сейчас вот, вот вы пока обменяетесь вашим мнением, вот у кого-то 65 IQ, у кого 66, вот 66 он должен это как бы, ну, уже не принимает он уже, вот 65 он еще в нем находится, а вот 66 уже тяжеловато. Как-то вот самому себе вот стыдно даже это верить в это, принимать. Так, хорошо, где наш этот дядя Степа? Дядя Степа, где он? Где же наш дядя Степа, мусульманин? Мы любим его ради Аллаха, алхамдулиллах, что он среди нас находится. Извини, пока дядя Степа подготавливается, можно пару минут тоже? Говорите, конечно, можно, вы должны говорить. Вот насчет гостя, который здесь у нас был, полностью с тобой согласен. И вообще в дискуссии с Мусой полностью согласен с тобой. Ну, где-то даже ты мягко слишком, где-то грубо, но в целом как бы все понятно, да? Именно наша ситуация, как бы ты четко в ней разбираешься. И насчет вот гостя, да, когда вот эта тема пошла такая насчет нападения на день рождения Путина на Израиль, значит, наш гость куда-то поплыл. Твой гость, наш твой, поплыл куда-то в ООН, в какую-то Америку левых, каких-то там левосторонних. То есть, ну, это тоже надо понимать, да, потому что там Израиль тоже не хочет в лобовую идти, чтобы его русские там через Иран шманданули их или кто-то еще долбанул откуда-то. И им приходится вот так извиваться, да. Но все равно такая тактика, она, я не знаю,
конечно, когда целое государство под угрозой стоит, да, там люди пытаются там извиваться, там какие-то эти. Ну, то, что просто вот Бывает это... плохо, Ибрагим. Я А? просто дам вам 30 секунд. Смотрите, мэр Киева принимал боксеров с оккупированной Чеченской республики, ездил туда, получил что? Его столицу бомбят русские. Зеленский ездил к ним, целовался, ходил, еврей сам по происхождению. Что он получил? За ним объявлена мировая охота русскими спецслужбами. Они его убьют. Мы просто говорим здесь, Зеленский уже живым оттуда не уйдет с этого поста. Потому что он цель номер один, так же, как и бывшие чеченские лидеры, такие как бы Дудаев, Асхадов и все вот эти наши политические, которые были политические деятели, которые были высшее политическое военное руководство чеченцев. Украинскую вот эту всю высшую политическую как бы элиту российские спецслужбы будут просто уничтожать по всему. К этому приходит и Израиль, и наши гости. Если они с нами не будут откровенны говорить правду, хотя бы закулисно, то их ожидают такие, мы не хотим, конечно же, мы это проблемы с Ираном, с хуситами, такие же атаки на день рождения Путина. Вот что мы говорим. Правильно, Ибрагим, я вас понял? Да, да, да. Все равно правда, она в данной ситуации, когда ты наоборот, ООН пытаешься как носок на глобус натянуть откуда-то. Он, если он даже и причастен в этом, только через русню, и также американские какие-то мудаки, если причастны к этому делу, то это через русню на день рождения Путина. Потому что там никакого интереса ни у кого нападать на Израиль в такой опасный для всего мира час, да, это сказка Мадуис. И в чем ну, просто вот, видишь, куда салам шпыш, كان اشتدتها تعود الخير مش تقونا إذ مثلا فلما قيتم болчун гама гует садатова تعود الشيء там салам алейкум туда-сюда что вы вообще никуда нас не ставят больше. То есть вот эти даже на каких-то приветственных заклинаниях, короче, на этом уже там могут подловить там и дальше за ниточки дергать. Я сейчас не собираюсь там его как бы во враги куда-то записывать, того же там Гарри, Чепом, Контрач, нормально, идут в главное. Так, любых будулаков, кого угодно использовать, это нормально. Но просто в нашей ситуации использовать собственный народ, делать из них будулаков, вот это уже непонятно вообще ни в какие ворота. Если там кто-то... إبراهيم هدوخان دولدك هدوخان إبراهيم وي أني ونسوي تحوق شي دقع صديق دق ده تسلملوش أميجا не из тех уже он смасяется, уже он везде там прошел, тига уж дал деза, значит и здесь пройдет. По-моему, мечахвера, халхильч, тхоцарах дать бог свой, объяснять, да не Ронсон, не помню. Хузауэри, хузауэри. А жил тхоиш дать, значит. Все равно он по второму зашел, салам дал. Значит, Не, хицан, мацаго, больше нигде нету этого. Во всех дырках, через все вот эти вот дырки всевозможные, там пруд, лезут вот эти вот. уже дичь лакцун, значит, уже забыл, вышел. Да, он подзабыл, и ему, он видит другую только сторону, там надо ослониться, тасоваться, да, с его другом Идиговым шариатским. И потом любой вот это открывают, там феминист, короче, Тузик, который оказался феминистом, тоже вот интересно. И вот такие вот рожи всякие, имеется в виду там пушистые, бородатые, короче, шариатские, своими саламами, шариатами. Что серьезно воспринимать, и это обидно. Так что, Салев, отсутствие сказал, изменения шинон уже все меняются, даже он не по дням, а по часам уже, да? Так что, добавь бьешь, бон и бол. Любим всех, Абак, мы любим всех. Ради Аллаха любим. Ради нашего пророка. Постоянно, договор, Аллах рисует, Азан, Дина, Хиуз, наверное, 25 раз, короче.
Нормально. Иман, что да, обошло. Мы всех ради Аллаха. Здравствуйте всем. Да, к нам присоединился наш армянский гость. Мы не знаем, кто он, но мы даем ему слово. Пожалуйста, говорите. Ну, я почти армянский. У меня бабушка армянка, я ассириец. Раньше я общался вот с господином Ибрагимом. Мне тяжело фамилию прочитать, вы уж не обессудьте. Никархо. Вот. Меня с вами свел как-то мой земляк, дядед. Вот. В общем, что я хочу сказать. Ребята, вы красавчики. Вы делаете все правильно для своего народа. Люди, у которых работает голова, полностью вас поддерживают. У меня все. Ага. А вы знаете, я надеялся, что вы скажете нас: Сура нас связала, тайною нашей стала, о мой Коран, тебя я люблю. А вы так не да? Должна, хорошо. Я, извините, я из христианства ушел не для того, чтобы входить в ислам. Мне эти аврамические сказки нафиг не нужны. Все понятно, все, мы слушаем, все. Хорошо, ладно, все. Смотри, давайте тогда дальше. Да, нашел. Давайте я вам зачитаю одну суру, очень хорошая сура. Кстати, дядя Муса с нами находится? Бисмилlah. Дядя Муса. Бисмилlah. Дядя Муса, вы с нами? С нами наш великолепнейший, изящный, блестящий халиф православных мусульман. Я просто смотрю фотографию, какая она хорошая фотография. Ну просто аватар просто великолепен. Огромное вам спасибо, халиф. Вы просто, вы бесподобны. Вы бесподобны вообще на самом деле. Вы один из величайших халифов всех халифов. Как шах, как говорится. Как всех шахов. Смотрите, я вам зачитаю сегодня эту суру и еще одну, и как бы больше уже сегодня вам зачитывать больше ничего не буду, потому что не буду вас загружать сурами, аятами скоро, потому что очень тяжело их понимать. Там такая святость большая. Смотрите. Сура 33, аят 49. Просто 43 берете и читайте. Можете брать суру 19, можете брать суру 76, можете брать суру 4. Без разницы, ну что-нибудь хотя бы читайте в день. Сура 33, аят 49, Аль-Ахзаб, та же сура, союзники, 49 аят из 70. Я Ладно, все, на чеченском. О те, которые уверовали, если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Срок — это аида по-арабски, менструальный цикл, значит. А дарите это, я должен говорить правду как есть. Это моя обязанность, потому что я это должен говорить. Потому что Басхан не говорит, Тузик не говорит. Остался я один тут имам с халифом. Одарите их и отпустите их красиво. Это, понимаете, вся святость. Сейчас я еще одну зачитаю суру аят, и вам дам потом возможность обсудить. Это была еще последняя сура 33, аят 51, Аль-Ахзаб, союзники 51, аят из 73. Читайте. Слушайте внимательно. Вот Аллах, в которого мы все верим, которого пропагандирует Басхан, другие муллы, которые заставляют собирать деньги, строить колодцы, выкупать мечети, там эти всякие паркинги заставляют выкупать. В Чечне проповедуют этот ислам. По всему миру к нам заходят наши другие гости, которые нам салам алейкум, нам саламы дают. И вот, смотрите, Аллах вот думал об этом, чтобы наш пророк, на котором мы должны, самый лучший из людей, понимаете, пример для подражания, лучше его никогда не будет. Его только и любил Аллах. Вот что Аллах ему сказал. Сура 33, 51 аят, Аль-Ахзаб, союзники. Ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них, жен пророка, и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом. Это лучше для того, чтобы глаза каждой из них радовались, чтобы они не печалились и были довольны тем, что ты даруешь им. Аллах знает то, что в ваших сердцах, ибо Аллах знающий выдержанный. Смотрите, вот эта сура и аят 33 и 51 аят. 33 сура, 51 аят. Что там такого святого священного? Ты можешь читать на арабском, можешь читать на любом языке мира, но эта суть от этого не будет меняться. Но смысл-то не поменяется. Там говорят, ты не знаешь арабский язык, ты не понимаешь. Но я могу зато читать на всех языках мира. Тут написано, ты можешь по своему желанию
отложить посещение любой из них, жен пророка, и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом. Это лучше для того, чтобы глаза каждой из них радовались, чтобы они не печалились и были довольны тем, что ты даруешь им. Аллах знает то, что в ваших сердцах, ибо Аллах знающий выдержанный. Вы представляете? Аллах, который создал небеса, земли, галактики, все живое на земле, создал Адама, из его кости, ребра, создал Еву, из глины сотворил человека. Он заботится о том, чтобы пророк наш, всемогущий, самый лучший из людей, посещал, исправлял свои телесные услады со своими женами. Он этим занимался, он целый сур аяты не заслал. Вы понимаете, это бредовость, эта ситуация, этот маразм. Как человек... Коррупция конкретно. Да, 65 IQ, но 66, который он уже это не может принять. Как говорил тот, наши сердца не могут это не принять. Вот наши сердца не могут это не принять. Я на этом сегодня больше зачитывать суры аяты из Корана не буду. Кому интересно, пожалуйста, вы можете всегда... Халиф идутся, что... Пускай, да, Муз Мухаммад, цавич, дитан халиф, тажим, что... Бисмилlah. Что, баа, истақиет, деш, хаз айт сур, дош, что, дош, духаз, вейн, дош, духаз. Халиф связи ауё? Полностью. Вейнеки, цавич, тажим, дитан, тажим, развернут, дезой. Муса, наверное, хезхик, да, это. Минута же дистон, сауфен, твоему. Oğlun işte çok masada oğlun işte çok. Отрукул, молодец. Отрукул, ясно. Так что bu dinleyici оппонент, весна баксом вене. Человек демократ, социалист, полностью поддерживаю. Давахан лев шах куда. Ефтей потерян. Я остался на минбаре, да, вы хотите сказать? Один остался. Да, он сравнивался zwischen was лица. Ты belgische Jörg, von der Territorium nicht Börschen wohl, wenn die belgische Jörg, Aldon. Костюм дайте, да? Перед алтарем дайте, я скитой, я. Халиф, цахилля ам, кухик дарет цахар, но чё, бог, дик дабахнон. Ты стал самым величайшим просветителем в исламе, да? Шейхен, да, шейхен. Хаз ламаз да хайош, хаз малкайкш. Чё, да. Лёгок глотаешь? Wenn ihr mal schön sagt, und das ist einmal он ходит, да, хватит, выходит, Трамп, дуага, Трамп, халка, молку, шмайай, Понятно. А это самое, а где наш дядя Степа? Почему его не слышно? Дядя Степа убежал, жалуется там на канале. И Степан, вот отец, микрофон, целый курс, глюк, а Что-то вы слишком переборщили. Что напряженно говорит, нервничать, дышишь. Кяченери, да, что напряченери, вене, да. Дядя Муса уже ушел, что ли? Дядя Муса, вы с нами? Я с вами, я весь ваш. Вот вам понравились последние суры аяты из Корана? Кстати, они выложены в ленту этого канала вашими техническими модераторами. Понравились? В них есть какая-то святость? Вене, аж я 35-40 лет назад говорил везде. Из-за этого меня атеист, вы враг народа. Если бы это было 35 лет назад, значит мы с вами одногодки.
Значит, я не должен вас назвать дядя Муса. Значит, мы с вами ровесники. Ровесники, موسى да. تا интересно, هم ديتون رواية مزمع تخلت أبين أبيه شيء سنشوه عشاخير سكلق شو نيسو شيء ريزوش وجه تابوتو سنليوش زوتشو ألق وما ريزوات سودا يرسى ملوش برات موه İşte tabii. Yani memnun koçarlık. أتون السيتواتي متبخيوز واقع كان سو جي ريبنوات دا إيش دا تسو نورمالنا ويتيرو قوات سالة أتو ألا إيش أتو دويش دقا دو تندي لارسون خليف واتو وقتن مالش فيديو شوش потом сопоставим وينو مخك در ويتشو هباخ اقار اشتخارش ديقن اشت مداتز از كروشكي чё حقيش ملاش خلا представить не муза так отсуман моделок дуек игнорировать элтона тагуш санни авел эрвом пармат гучвайчана за полвека цааменек ам нахсон молодежь сих За всю жизнь своей докиян боя. والله Амин. انا بقبل عليه غير خدوتي غير عمل دوشتك просто своном цахайца или прикол цави нертхон у аш прикол шеш дитер приколу цедаш дит ах мурца этик прикол он حديث чиш царас але اتمتجي حو دواء حو поставить да алوي سنخت фантазировать да это модер картин следователь сан сопоставить Чеченскими глазами ты хаешь, да? чеченскими глазами ты хаешь акан او ايش прикалываться да куда ты а молодец أيوة بسم الله حافظ بسم الله على دول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام صحيح البخاري روها شوش موقع شو عاد شنوش هردو رو خزن جوال ندوتي شو 647 напротив сообщается, что Аиша, да будет доволен ей Аллах, сказала: однажды пророк зашел ко мне в то время, когда у меня находился один человек. Короче, это чувак. Он спросил: кто это, Аиша? Я ответила: это мой молочный брат. Тогда пророк сказал: о, Аиша, смотрите внимательно на тех, кто приходится вам молочными братьями, ибо молочное родство является действительностью лишь в том случае, когда детей кормят досыта. خير هذا هنا نو وكون حاس صحيح شيء بدر كنا قيمة دوش صالح ديتي يطلب مو موبا هو شو ديتي مو واجه это ух что дете мада некий человек ворон ух что хаяш صالح تعطي صباح خوشات حاجة ملور вина та витушват обычно передать наш хилцер койцы. А вот кто пришел там, пришел Хасан Аль-Сатих, там другое дело, некий один человек, nog iemand er dacht mogen om stelt in surgado censuru ya exame tu acha dat hij nou was tu примерно hij was tu dat и mogen doen nu alles просто едре surame она dat молочный пацанах цецка Кенти, ашмадуева. что чувак Кенти, да оно мог ведь
И цонных терхом хуже этого ночник и дол лука мою уже 50-100 лет, ну, во всяком случае, последние 30, 40, 50 лет. Например, шун масан хохерду и дядя Бауди пьяница хлыва и махор. Вор ведь давили сан харм шхлы. Это все знают. Но как они объясняют, его сторонники? Что, мол, что шурхуль шхалыцун, когда водка проходила через глотку, превращалась в молоко. Вот. И мне приходилось слышать это от его сторонников с высшим образованием, там, очень грамотных даже. О, Муса, хакирми, о, öyle мауцун, войн, тамикштик, цун мекш маду, что, мол, что шурхуль шмахалыцун из Вашбош. Это 40 лет, 50, соджимолш Муса, а как ты объяснил это сам для себя? Как ты мог объяснить? Почему это было? Потому что народ оскотиненный. Оскотиненный. Не Как это оскотиненный объяснить? народ. Я тебе объясню, почему. Слушай, Бен был нахбуй и ждал он заснуть не мог. А вючу гуй ойля убошел. Шабен был нахбуй, бех боч сдавать бени, бени нахбуй, ждал напкеч сарельцон. А снотворных тогда особо не было. Вот он и пил. А тут рассказывали басни, что он получается, у него молоко превращалось в божесть. Он пил воду, оно превращалось в молоко, молоко это переходило, наверное, бродило у него божесть. А он пил водку. И нах Дялович бился напкет швейцар вилацон. Каюмада сега дег сказки. Иштхалем Тарло, может быть. Ну, а вообще, как вот такие вот идиотские версии существовали. Его же хакали на самом деле. Короче, разница свою гаишь. Хар муслим ду, вож буари ду. Муслим чё, мудо, слышишь? Сообщается, что Айша однажды, Айша сказал, однажды ко мне когда ко мне посланник Аллаха зашел, у меня сидел один человек. Ему не понравилось это, и по выражению его лица я поняла, что он гневается. Я сказала, о посланник Аллаха, он мой молочный брат. Тогда пророк сказал, удостоверяйтесь относительно вашего молочного брата, поистине скармливание считается только если оно утоляет голод. Удаться, дете, дачуны, согласен? Представь, день приоз вахота, что мелочь, отдойная корова, мобези, это, там, бед, легко. Маршал, ветеран. Маршал. Самое дорого. И мелочь отдала. Это я. Ходи, тюркарине он. Тюрнаш, ну кукарикон. Хамбон, десник, серьезно доци. Ходи, тюркарине он. Все. Когда дек серьезно доци хамбо. Килия уешло, чбайс. Десник, хедуй, хедуй. Все. Und da türnаш байс. Das Mal hat zell kam türnаш keldu allan. Tam şey tiyatroks. Teman ki Allah türnаш bandı. Tem ki Allah kuşmel awal kam duy. Türnаш keldu allan. Sun kam biçerde. Tam şeyim doktor. Etzel adam. Ins Musa smaller suna het türnаш yahtiş nochçi barwe. تعيش ناح برقوة نوقع تيش برقوة نوقع بو ветеран. تيت موسى اسنيس بار ثم تيش ناح برقوة ديس تويتر تاع لو شيء تاع لرد ثم دات لرد خو تكتيشر وش لا تنا ناخل بيه حكاية سبيلو هدير تيش حالدوه قوم هنت بقيت تيش حالدوه برقوة نوقع ناح نو انت تيش اديش ابرزو وتصدش هم في الداي اق وجاي تيش باش كذكر بكو اتفر بكو Бестолочно. А где дядя Степа? Вагархо? Куда ты? Вагархо, мокший мершин. У нас в гостях Карен.
Карена мы тоже любим, уважаем, ценим, наш армянский друг. Мы вас видим, замечаем, так что не переживайте. Приветствуем вас, Барадзес. Вархон, агроном артиллерист, هم دي كوش وبروفيسيونال واجرونوم مارشال دوشي مارشال دوشي سقط دي أشوارونه آخر شو دو تيال وما أمسكين تيال دير ورك أريس الشيء ندوخش عشور إشت ماليول وإنسا صديق سيخ ديتس وآلا أولوي إز مالا وقعت توشتلو وقعت دوشتلو هما دقو دوينا مو إشتا لا تلاح بوشن إشتا دقوينا تديان دقرا تا نبيز وتيش داتس نو فاكت وي خام خاواني أدمن لعدوش دوتي يأدمن لعطوش دوتي يهمش دي عادش يسي عادش قاردوش تيك بو قاردوش تيك غدات يمالي الأغوى يو اتسومن تعوالي عوولي ويش ديوا هر مو مش أغوى خير دارتيش حاجة عندكم هم جمع جمعين مالي الأغوى حوسا حوسي مالي الأغوى جيخواني سيرونو ياد داتس وين قي تاع يوي خد سكريوين يا ديكوما داتس وين حالات تاع تحوات يوخي خوات داتس وين تعني حقن يوخي خطور ورق يا حقن تحو خطور ورق داتس نيتشو داتس и конечный итог все равно повторяется до этого и вещь уми бое вайндама дар карваш датс вайн и вещь ума يحكم бош كردو وين ليل شتول متع كردو وين لأن جرمانيا عدلا فرنسا عدلا أمريكا عدلا يفيش ومي بتسكر دوين أويش وما يأدمر ليس يأدمر لا يملا يسيرونو تدخل دوش هم داتس إذا القولن بقدو دين دوس سويك خاتش سون إيش جوي هم داتس بقدك دوس داتس يأدمر بوشتك يمسر признать دينا دوزا دي دوش دو животных دوزа природу دوزа да дина иза ملدل أدمو признать ديش دوز أدمر بوشتك يأدمر ويقع دادو ويني دوزا دوز ويني قاتشا تا يو ولو عداس دوا أتارا و سانغ كيرت دان داتسو سانغ دي كيرت دانا ويش ديلا اش признать وعار بوش للا داتسو يوي ويش ديلا تانا وي بيري بيرش كيرت حلقو اشتول تارا دوي بوش خينا ديل دو حولي بوكي وي ويش ديلي وش ناخدو وي ديلا تانا شيء الله يساني سرنيت فينا الله ديل بوش اسناها اس وي ديلنا دقوهم شتقوالين تقوش دو اي تو ايش صدايت نير تو بيغمرش صباح كيت نير تو قرآن صدايت نير وي ديلو اس ديلين تي يو اسناها تهم شكول سال اس ديلين دات تو وينا ارشادك شادلهما قوالنا قيت نوي هردوشن دات وقن بوسور دي وقن لارن بي دات سون ديلا از بقي شارع اسا وليزا ويتاخل دات ليش ديلي وي ورتوش خليس يورتور خلر بعنا هدو اس ديلا دال قلن دل همنا بوسور ده لارن با نيسويا اس همنا سون ديل ورتوش خليوي تقلارن بيشا إميل دلهم دوزة دوشة دال قلن دلهم يتساني حلقين ناخدوية يقون حامل دال قلن دلهم إشا دقلارن بين دوية يهم دوشة دوية وين تحمي داس حيغم بقيوش داس تحني داس يعرج داس وتحني دين حلقة يتحني كيرتقيتنا داس ويخطر دوش داس لا المقع يوي ديل تاق لا اعتلاع ديل برينات في بوش لا داس يليل دقاع داسو تاق إتان وي إشت نستلي وغديني أنا إشت جيوي إشت أدمش دوية خي يبيرو توان بوشغينا خي خايتي وي ويش مارشو إدال يلي المارشو استعلاك شدوي أتاق استع شقدو غير شدوية استع شقا دولي يحكام خليوينا دال بيوين وي دال بيوين يحكم تاقا غير الله ويا اس الله هو هروجة ايش خانيو تحنمت تاعها
هو دنيا تاع وين بيش يحكم بات وين نوخشي تحن متاعها بورش بيوش بات يخز بيوش بات يدق بيوش بات ويش تويجر تعدلشسن ميتشي دقيتشي يويش هما استايوت دديش خلوه دات ميتش قاتشي ميتش دغشي تحنا متاع بوخ باتوي حالاتهم داتوي مليون متاع دات تاع تمشي هما دولشسن دوي بتغنا دي تصير حاستا دي تصير إذا يويش государство يروي استداخ دي زرويش هذا الشيء دات ملوي دات из государства ده كنويش محك دعوته بيزروي ده دقونا باه على أول ويقع ريسورش دات ويقع مليارش دات ويقع قديك دات ويقع شتكيش دات ونشتكيش سيوش ويقع تغنا ويش بقويو هو دنيا نعلقها دعقيتيش يوش دات ويش هما تديخ شعني وين ملخش متي دعداش جرماني داشي يا فرنسي داشي يا دي عاديها داشي ويش كونسول سويرش ويش باسبورتوش ويش بوخبوش وين نحتغلشي ويتغنسن دعيسا قيستو دوسا قيستا ديناسا قيستوش دوسا ويخ هما دوتوك ديشتو خطاوي تصني الدين هما دوتش تاقي بعنش ويوش لوشدو وي خدرخ دوخ لوي مش ينا تين واشا دوخ لوي وي عيغ لوي تاقي خدو اتس حلغدوش حيديش تواشر دعاء يحي موحك تبيزر دهون حيش وشا تغان وحك شوا سلام ديشة سباشر اشتغان يش وشا سبيشش حون هدو هو دنيا شو عدش هدوها حموت حوغر دعواقش بوتان ليش دينا حون هو قوشر دوش دوقان عيرن حون حانتيح يحكام بوش شقوير وحون هم ديش صغيرش ايه ناقوستل ديش شقيرش اسهما ديها اس ناغن حي موستقش حي موستقش دات تان تيها خواتن دات تيها خواتن نيوخي خواتن تيها خواتن سير تاني دات حي موستقش تاني دات يدوش دا ولا تحنستوال حون موخر بحوخ مو ويشيرو حموستق حسيرغن حشيت شوي حميخ شوي حلول خوا حيشوش ديدين أسان تاع إزدي واتسا دين وال يحموستق حوخ مو ويشيرو حشية تحنستوال تيخاين دات حوخ كانتوين إمولي لرو حوخ تقوين مسلي الليس بغداد شني يوتا قداس مساقي الارخ شو شيء ادمالي تاع ليلش طلع شي نوخشل تشنز دوخش دوشنا دي انا دوشني ز داس استع شو تشقدوش طلع داس يحكم خير بوشن يوتا استدا حارشو شو استع يعرش خيت تر داس شو ديش سخيت نير استع يعرش داس تغنى تحا داس ريس كان تاخر داس وين تسويشن جيرش تسويشن وين تعاوما تسويشن ويش بوخ بولش دوش دوش ناخ دوشنوي هو دنيا حلقة دير جواب دوش ناخ دوشنوي دات وي تعقل داخل تحتان تحا بروبليم ياتشنوي يا اخشن سياتشن يا وي يا غوشي تخي ترى ياتشن جيرز ويش قاعد دوش دوشن يبقدك دوشن ويقع يقدم البوشتول يبقدك ناتورال دك دوشن دال مغلع استعلي الخور دوين دال حيقي القاشي تيلوه دال تحي بيرت كي يول لوريات خسقيت وولش دات دال تحي بيرت كي يول وما سمقت ديت حين دات تون خا تخينوخشي وي يرازبتي وي خا ايكيو يوقيو خا خلي شيخا تقع حقي ايكيو خل ميزة تخلع دات تقع تغلير دون تون لا حقي خل بركل مثلا 66, Марокко, ДРС, сколько это? 66, IQ, год уже, 65, Волчук, вот скоро она дикает, а я чувствую. Бях мобильш, ДРС, сколько, хазбик, Marshall از خزده خز خیختس ما واتش دلا هو كلتيتون هدو تيال سجت داشترون دلا در دقر باحونه اون صار هم خلصلات هم مثلا ДРС, ولا هو وتخيل شيء هو ده راحتون هم كيلد شغل استو خز يو الي هاي حور وشو ما اسدقر باحون دلا خز خيختون
Del حاجة دقوا وين فيتران del بول del اكتب بول سلف فيتران представь دي حاجة غوران وقوچو قيسلش حويل نق عالم خوش رك حويل شيء بارمه دوتشو قيال هما دوتش علم ناخي خات ديز بوش دعبغر دوتشو قيهم تخلو يوغا ينو عربو موت عامن ميم تحقق داتش بوش ونس представь دي عربو موت عامن وما وين سنلو كلاس عربو موت عامن يو قران عامن تخ وليش خل شخوي تخن وين خوش بل وين نين موت وين نختي موت وين ورداش موخ عيني تكتحوش شو أغور دعيجر دقم قيتشو انت والله سو نوختي دوزني ايش حبوختي دليل لكن هلچه ايش مرش هلچه تاتن يا بشو ما دوش جيتا دوش هذا شاش نوش نوختي دوزني بوخ مازت ازر كيلومتر با çalk şu waş qemleş hılk diş milyon şkah nach boş behken boş et qoman tanyeter dik diyen dikum da singettem bir duy ach noch chi doz diye kaççı وين مياتش سخز noch chi doz ne behken سخز دي تاد sen her ara no hadil her gwaşın her düşün way düşün ne way txamir şdiş ye hum wat büser bert ser ye noch ser düşün way doz ne iş terş satsi yen waş bu prost noch chi nit tü ne iş wahtseta no ser hudu qiyam tawchi din khaz düt qser din تأيي سر هر مقام يجو دال وايت انت يحلي وبشيت او اخي ديكنيك نقش باخوده ديز او ده شو ده ديزي شيء ما حكادر زين وحدي ديز دقشو وياك نقش والي وخيت وحدي ديش سامو تديلنا وحدي اتاني اور وحدي لما تسوي نو شو بوسو دين تأيي ديش شو تأيي او شو ده ديز دير دق باخ يقام يال خيل داتي نقش لما بنيت نو هدين تأيي شو هو ده ديش شو خيت تسمرش انه اربي ما حكاير زين وحدي ايش شو اقو قدرتي شو سو اربي ما حكاير زين بريوز وحدي شو اختي شو سو دير هاتوني تامشين دير اختي شرب دو تيجير زين اربي ما تساومش دوت وحدي شو وش تي شر داتسن تيجير زين شو وحدي شو هاتي سدير اختي شر تولق سودو عربي ما شو ترش داش ده كان مدو سو جزناتش اش نتش وحده او شوكتك اش حياخش اش وحدي عينه نو شو حتى ياكل دحلو ينشبو شو سنه شو ده ما تل شو وحدي اشبات وحدي اش مش مش بو تعرفش متكش حياخ وحدي عينشبو نو نقش تانا حياكنا يوتش يحشاش وحدي اشبو سيوش حالتا عربي ما كهدلي وات نقشي موت بو عربي ما تديت يوش دات دالت ديش لقمي البايس دالت ديش لقمي عربي ما تهديت أول بقى هاي ديش لقمي هاي ما تهديه عربي ما يوش دات ديش لقمي هاي ما تهديه ها دال بو غدو خاكون نرمان خلا اخر وين زت تات بيرداش تحشق شو شو ست دال اخر وين لو بو داكو يحسن تاغورن حنوق يحسن قوارني داكو يحسن دي حرقير الهلي وقت يستجا كيك كوكو حقيولش فرخت يولي سون وجه خا حتى شوز كيك حقشهم دي هم دت ولا ادم دو خاتم سون حبوسل بوي لامز دي شوي از غوش تون سخا عملوا لامز دي شو عملوا ادم دو غوتم احتونك قال دواش دات هايحتا اشي كيك حقرت ادم دو خاتم ها مسلامز دي شوي ها حاج توهني ها مارخ دو تسدو تون سخا لا تون حشي حجر تا ادم دو خا وتقدم اللي يتشيل هار خير وين هو نو خير ادم مويت مليون شكا بتريست مليون ادم وينه بوزول دين قخيت مي دوي تسن دوي بوش دوي تشول تيمبول اقاريت لوقشول هون ورس حقر دوي شو تسدا ورس حقر دي دوي بوش بول بات شاش جويتش توكش شو ناخد واش دير دك يسودان جوان سيري او كوش توكشو بوصل ناخد واش دياشدك اش بوصل بوش ويت ياخدو اش شو ورس عاكش بيكش مدات شو مجاميت ورس حيق سون خزه يحيى بوشادو عالبش دوتش قيتشار دوخش دوتش شربول وين ورساقت اديلاندو بوخش ارش دوتش ديلش ناخ جيل موسو ورساق اديلاندو بوخش دو ورساقر ماستر ورساقت اديلاندو شو دمدو شو يقدر دادولش مداتون دا شو ليش دو نوخشي ورش يوكش ديال بات نيت بولي نوخش نا ورساقيرش ناخ ورساقر دو اسو نوخش خيتت ورساقش ديال مبات ورساقش ديال يار نوخشي اوشي ورساق باين دابو الخير بري نوخش ينوك يا ورساق تايوق متكير قاستين غيلق شو شمشتر
وصيق يزردوش نو كناش لا يقمت كيحش غير قوق يح يح ضايج اخ ارش يقردو نقش تيمبولي جوح يقردو ارش ونداج غير قوق ضايج خيت ريال يوش خردوي خيتشو غلقش دول جينا وي وقر ولي در لو غلقش دعدو هيك وقر لدر خردوشتو ونداج يوديك دول غلقش ديش اخو ارش يقردو هر جيزري وين يخير هوش يارش يول جيزري وش ياش سام شو بوخ شو ساخز دوش سال وشو سار خز دوش ال نوش اسال شو نورمال خلش مدات شو شو خس يتردر شو تسال نقشي دو شو ما دو شو نقشي ال رسوي يلا نقشي بوكوش نو اش يلا واش دول ما تشويش نقشي شو موات شو نسبيز غلق شو نسديز دو غر شو نقشي دات استوري عربو عام شو واحد سيكتي شو ميان دولم تسيرنك دوك شو نقشي دو مو نقشي شو ديش دات اسير هم ندو دو نقشي مني لور دات بخ اخ نقشي ومو اولس شو قال مثلا شو نم نقشي خلال حواتك ويلسو Воркал ветеран. Макваль, дорогие друзья, вот то, что ветеран сказал, что мусульмане призывают арабам, арабская религиозная секта под названием ислам призывает всегда резать, убивать. Зачитаем суру и аят из Корана, и на этом мы завершим наш сегодняшний прямой эфир. Это в Коране написано, это мы не от себя. Сура 9, аят 5. Сура 9, аят 5. Сура 9, аят 5, повторяем, чтобы люди запомнили. Сура 9, аят 5, покаяние ат-Тауба. Это одна из сильнейших сур и аятов, на которые все религиозные фанатики, исламские, террористы именно, вот, убийцы, джихадисты ссылаются всегда. Ат-Тауба, покаяние. Это корень вообще, это просто ядерный реактор исламского терроризма на самом деле. Это вся суть ислама в этом заключается. И поэтому русские спецслужбы очень сильно сделают ссылки на это суру и аят. И поэтому все мусульмане, практически все мусульмане, которые начинают более-менее познавать ислам глубинно, начинают читать, приходят к этой суре и аяту, и они просто радикально превращаются в животных. Читаем. Ладно, будем читать по-чеченски. Когда же завершатся запретные месяцы, справка от редакции, запретные месяцы, когда была Мекка еще не являлась для Магомеда, он ее не продекларировал священным годом, там были эти идолы всякие камни, и там была у них ярмарка, где собирали все бедуины. Она длилась где-то 3 месяца. Поэтому эти все бедуины на верблюдах приезжали туда, все эти вот племена, и они как бы заключали мир. И там продавали, покупали, там наложниц, там, рабынь, верблюдов, там, ослов. Как было перемирие? Там были христиане, евреи, все там были. Это была ярмарка, времена ярмарки. Это чтобы были понятны. 4 месяца ярмарка длилась максимально. Тут написано, когда же завершатся запретный месяц? Значит, запретный месяц это ярмарка. Во время ярмарки, значит, нельзя убивать. То пророк Мухаммад, которого прислал Аллах, сказал через эти суры аяты, то убивайте многобожников. Где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах прощающий, милосердный. Это говорит о том, что эти люди приезжают к ним в Мекку. Все люди, кто верит в христианство, в Иисуса Христа, евреи, другие, там, зороастрийцы, кого там только не было в Торе. Они им дают, главное, все продать, их не убивать. А потом, когда они уже уезжали оттуда, на караванных путях, они на них нападали и убивали. Он был разбойником. И это сура и аят, она не изменится до скончания рода человеческого. И все джихадисты-мусульмане будут всегда ссылаться на эту суру и аят. Сура 9, аят 5, ат-Тауба. Поэтому запомните, эта религия никогда не будет мирной. Это сектантская, это секта на самом деле, секта пророка Мухаммада. Разбойника, растлителя малолетних детей, убийцы, насильника, вора, мракобеса. Она никогда не изменится. Это сура и аят, она будет до скончания рода человеческого. И она всегда будет насильственной, призывающей к убийству, к насилию, к разбою. Поэтому сура 9, аят 5, это ядерный реактор ислама, секты пророка Мухаммада. И это никогда не изменится. И снова повторяем. Кому это интересно, пожалуйста, прочитайте. А кому нужно еще поглубже
почитайте тавсиры. Абу Аделя читайте, толкование Ас-Саади читайте, толкование Ибн Асири читайте. Читайте хадисы, которые ссылаются на эту суру. И вы многое узнаете. Многие вещи для вас откроются с другой стороны. Поэтому все те, которые приходят и вам говорят, религия ислам, секта ислам, она миролюбивая, это неправда. Посмотрите, что они сделали с чеченской нацией. Конечно же, с подачи русских спецслужб они нам внедрили этот ислам, последние особенно 30 лет и 4 века они тоже. Там еще есть документ даже царской России, который говорит, забивайте голову чеченцам магометанством. Чем больше чеченец становится магометанином, там так и написано, что он выдумал, то меньше, чем больше он занимается предписаниями религии магометанской, молитвами, зикрами, там, всякими, зачитыванием всяких вот этих вот аятов, там, молитв, то тем меньше у него остается в голове времени, да, то меньше у него, там так написано, царское еще время, царское империя, то когда они Кавказ завоевали, Чечню именно, первая Кавказ, вторая, третья, то меньше у чеченца остается времени для борьбы и в мыслях о свободе. Это еще или нашу царю. Вот так они нам забивают этим бредом наши головы. Сундела, сама дол, шунхут тарандуч, сама дац, шизгамбел цавац, ябусал дин цайна крислу цавац, арбусал дин малил децебол, арбусал дин дюничу радах децебол. Мы не призываем к религиозной нетерпимости. Это не наша задача. Мы не призываем, чтобы там запрещали Коран, запрещали религию, ислам, эту секту, чтобы не почитали пророка Мухаммада. Это не наша цель. Наша цель, чтобы наша чеченская нация, именно чеченская нация, нас не интересуют другие. Просто открыли глаза, познали ее, приняли как есть, и просто вытолкнули ее как чужеродное тело, которое нам насильно впихнула Россия. Чтобы мы вернулись к нашим истокам, чтобы мы стали такими же чистыми, светлыми, миролюбивыми, гостеприимными, креативными, инновационными, способными на большие достижения чеченцами, которыми были наши предки, буквально 4 века назад. На этом мы заканчиваем наш прямой эфир. Шунмасан Оркалду, Маш Аль, Адикюа Шумасера. Да, я Хаберт Елвы. Адя жду я канал. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.